Начинаем, да? Все на месте? Добрый день, уважаемые приглашенные, уважаемые коллеги. Извините немножко за задержку, ряд технических моментов, но я думаю, что мы справимся и вовремя закончим сегодняшнюю работу. Я являюсь директором Координационного центра по профилактике экстремизма и терроризма при БГПУ имени Акмуллы. Все данные учебные заведения вы прекрасно знаете. Данный центр работает уже чуть больше года. Создан он по приказу нашего ректора Сагитова Салавата Талгатовича по госзаданию с Министерства просвещения Российской Федерации. Для того, чтобы немножко было понятно, чем мы занимаемся и для чего мы этим занимаемся, я хочу вам продемонстрировать небольшой ролик, а потом мы уже приступим к работе. Прошу включить ролик. Спасибо. Координационный центр по противодействию идеологии терроризма и экстремизма ВГПУ имени Акмуллы был создан в феврале 2023 года. За время работы Координационным центром организовано множество различных мероприятий. По инициативе ректора вуза Салавата Талгатовича Сагитова проводятся семинары и совещания для более 1000 руководителей общеобразовательных организаций из 15 городов и 20 районов Башкортостана. Организованы 2 круглых стола для 500 человек и межвузовская научно-практическая конференция «Молодежь против экстремизма и терроризма» с участием более 200 человек. Ведется мониторинг по выявлению лиц, наиболее уязвимых воздействию идеологии терроризма и экстремизма. В нем приняли участие 1500 человек. Нашим центром выбрана тема, прежде всего, это патриотическое воспитание среди молодежи и, конечно же, это деструктивное поведение. Эти 2 вопроса, которые сегодня являются актуальными не только у нас в республике, но и по всей Российской Федерации. Поэтому об этом надо говорить, об этом надо разговаривать, об этом надо знать. Проведены мероприятия по формированию антитеррористического сознания для 500 иностранных студентов из Туркменистана, Таджикистана и Киргизии. Организованы мастер-классы для представителей муниципальных общеобразовательных учреждений. Проводятся открытые лекции для студентов и образовательные тренинги коммуникативных умений, манипуляция и контрманипуляция, занятия по повышению информационной грамотности, привитию навыков интернет-гигиены, критического восприятия получаемой информации. Участие студентов в акции «Свеча памяти», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» способствует патриотическому воспитанию молодежи. Координационный центр ведет научно-методическую работу. Разработаны и проходят апробацию 4 курса повышения квалификации для учителей и руководителей образовательных организаций, сотрудников администрации городов и районов. Прошли курсы и получили удостоверение о повышении квалификации более 500 слушателей. Также Координационным центром разработаны методические материалы по профилактике проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде для работы в образовательных организациях. Проводятся авторские лекции для организации воспитательной работы на факультетах Акмуллинского университета. Координационный центр по противодействию идеологии терроризма и экстремизма курирует работу ситуационного центра по оказанию помощи студентам, чьи родственники проходят службу в зоне специальной военной операции. Центр объединил ресурсы высших учебных заведений Республики Башкортостан и оказывает помощь студентам и сотрудникам по нескольким направлениям. Это юридическая помощь семьям мобилизованных граждан, психологическая помощь, волонтерская помощь и сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и членов их семей. Координационный центр с первых дней включился в деятельность по работе с семьями вынужденных переселенцев из Донбасса. Работа Координационного центра по всем направлениям деятельности будет продолжена. Спасибо. Вот примерно чем мы занимаемся на постоянной основе. И вот сегодня я хочу настроить и попросить настроиться именно на рабочую встречу. Сегодня мы пригласили спикеров. Постараемся охватить именно вашу территорию и постараемся ответить на ваши вопросы. Поэтому для приветственного слова я прошу вас поприветствовать Талалова Антона Владимировича. Вам слово. Уважаемый Ильгам Галиевич, Айбулат Вакилович, Ольга Юрьевна, уважаемые приглашенные, рад вас приветствовать у нас в Бирске, в нашем прекрасном умникуме, который, в общем-то,
современный и отвечает большинству современных стандартов именно для проведения различных такого рода мероприятий. Вообще тема очень интересная, это противодействие экстремизму, терроризму, деструктивному поведению. В школьной среде мы прекрасно понимаем, что дети, они лжи не терпят, они сразу рентгеном нас видят. И насколько правильно подается информация, насколько правдивая она, честная с точки зрения детей, настолько эффективна коммуникация наша с подростками. Вот скажите, пожалуйста, в зале психологи присутствуют? Кто психологи? Руки поднимите, пожалуйста. Спасибо. Ну, психологи меня поймут. То есть, чтобы нам достучаться до детского сердца, нам надо попасть в их ценности каким-то образом, да? Ну и, соответственно, результат коммуникации, ведь в чем важен результат коммуникации? Не в том, что мы говорим, а в том, как нас понимают. И вот на это особое внимание уделите, пожалуйста, сегодня, потому что это очень важно. Не то, что мы говорим, как нас понимают. И здесь немножко поделюсь нашим опытом. У нас, в общем-то, совместно с силовыми структурами, с ФСБ, с МВД и с прокуратурой Бердского района стояла задача. Вот баймакские события, знаете прекрасно, да, массовые беспорядки. Потом участились случаи мошенничества, и у нас студенты оформляли на себя карты, и эти карты потом уходили в сторону Украины, в сторону Белгорода. Вот мы с этой проблемой столкнулись, и, в общем-то, думали с силовиками, как собрать детей и как объяснить им, что это делать не нужно. И вот была, в общем-то, идея зайти к студентам через известный фильм «Слово пацана». Кто смотрел «Слово пацана»? Руки поднимите, пожалуйста. Ну, больше половины смотрел. Рискованное было мероприятие, но в целом получилось. Вот давайте посмотрим ролик, как это было. Пожалуйста. Профилактика преступности находится на особом контроле Межрайонной прокуратуры. Мы делаем очень многое, чтобы дети не переступали закон, не совершали преступлений, правонарушений. И сегодняшнее мероприятие совместно с органами профилактики, а это с комиссией по делам несовершеннолетних, администрации района, органами полиции, как раз-таки направлено для того, чтобы уберечь молодежь и несовершеннолетних от неправильных деяний, уберечь их от посягательств преступных. Думаю, что будет очень плодотворно. Многие поймут те вещи, которые до сих пор не понимали. Надеюсь, мы этим сможем уберечь от совершения преступлений. Что касается сегодняшнего мероприятия, хотел бы сказать, что определенно дети – это наше будущее, это то, во что мы вкладываем, чему уделяем очень большое внимание. Поэтому сегодняшнее мероприятие, сказать, оно у нас первое в районе, знаковое, и мы, как органы безопасности, определенно должны уделять этому большое внимание, профилактировать, рассказывать, доводить подрастающему поколению то, на что надо обратить внимание, то, что делать нельзя, как себя вести, меры ответственности за свои поступки. То есть сегодняшнее мероприятие внесло достаточный вклад в развитие нашего подрастающего поколения. Идея была прикольная, то, что сделали по мотивам из сериала «Слово пацана». Мероприятие мне очень понравилось, потому что был очень большой интерактив, были силовики, рассказывали про то, как нас могут обмануть, и вообще как обезопасить себя от мошенников. Вова, этого ты хотел? Чего я хотел? На море я хотел уехать. Ладно, пацаны, пошли. А ведь здесь больше месяца. То есть вот такой способ подачи материала. Спасибо большое. Вы знаете, мы на самом деле долго думали, чтобы наша профилактика не превратилась в обычные доклады, которые дети просто слушать не будут. И через «Слово пацана» они, во-первых, не ожидали, что мы это тоже смотрим, что взрослые это смотрят тоже. И понятным, простым языком на примере, допустим, вопрос задаем, что случилось с Вовой Адидасом, что он имел и что он потерял, жизнь потерял, ценность, да, что потерял Маратик, допустим, что потерял пальто. Один свободу, другой любовь. То есть мы детям попытались зайти в их ценностный ряд и попытались, в общем-то, показать, что это неправильно. А почему мы так сделали? Потому что мы прекрасно понимаем, что дети, они до определенного возраста человек не видит причинно-следственную связь между действиями и последствиями. Вот мы постарались так зайти. Если опыт интересен, мы можем поделиться. Если
будет запрос, мы, в общем-то, и совместно с ФСБ, с прокуратурой приедем, и у вас отыграем это все с удовольствием. Спасибо большое. Антон Владимирович, большое спасибо. Мы уже, вот, скажем так, в кулуарах переговорили по поводу этой тематики. Мы обязательно это доведем. И обязательно доведем до республики, что такая практика уже имеется. Также вот на каждом семинар-совещании мы стараемся приглашать Айбулата Вакиловича, наверное, Хажина, вы все прекрасно его знаете. Действительно, учитывая нашу тематику, Айбулат Вакилович всегда подключается и доводит ту информацию, которая уже на, скажем так, республиканском, российском уровне рассматривается именно по этому вопросу. Айбулат Вакилович, вам слово, прошу. Добрый день, уважаемый Антон Владимирович, Ольга Юрьевна, Ильгам Галеевич, уважаемые коллеги. На самом деле уже не первое зональное совещание проходит, и на каждом из этих совещаний обсуждается абсолютно в рабочем формате, без официоза, те проблемные зоны, те болевые точки, которые для нас очень значимы и над которыми надо очень своевременно и постоянно работать. По поводу сериала «Слово пацана», ну, мы взрослые, конечно, смотрели, мы пережили это, мы через себя это пропустили. Я как вот уфимский пацан, да, если вот по аналогии брать, мы все прошли через вот эту среду, но чего боялись? Когда вот первую серию посмотрел, тоже у меня было опасение, что сейчас начнет молодежь копировать. Ну, не произошло этого, и слава богу, потому что молодежь сейчас другая. Мы в какой-то, видимо, в романтике, что ли, какой-то жили, уличной романтике. Сейчас у детей совершенно иные интересы. Вот у меня сыну как раз вот недавно 19 лет исполнилось, он как раз вот в этой молодежной среде, студенческой среде. И когда я с его одногруппниками, его друзьями тоже обсуждал вот этот сериал, мы с сыном посмотрели практически все серии. Говорю, вот нет ли опасности того, что вы сейчас начнете вот это тиражировать у себя в молодежной среде? Ну, у меня сын только посмеялся, говорит, ну это же, говорит, явно уже прошлое, это ушло в небытие, такого сейчас в нашей среде, по крайней мере, не будет. Сейчас молодежь другая, у них другие ценности, другие ориентиры. Хорошо или это плохо? Ну, наверное, здесь оценку сложно давать. Для каждой эпохи, для каждого поколения свои были кумиры, свои были ориентиры, ценностные ориентиры. Для нынешней молодежи она более прагматичная, она более заточена на получение специальности, профессии, зарабатывание денег, более успешности, скажем так, на жизненном пути. К сожалению, есть такие тенденции, которые, ну, на мой взгляд, негативные тенденции, которые нам надо, вот, учителям, педагогам нивелировать, да и не только нам, наверное, учителям, это в целом всему взрослому обществу, что особенно беспокоит вот это так называемое child-free движение, когда молодые люди отказываются. Вот мы с Ольгой Юрьевной вчера только собирались с советниками директоров по воспитанию, тоже вот эти вопросы обсуждали. Что беспокоит? Беспокоит, ну, коль уж мы говорим о теме экстремизма, терроризма, деструктивного поведения в молодежно-подростковой среде, беспокоит то, что детей наших, к сожалению, используя интернет, начали увлекать в противоправную деятельность. Это не массовое явление. Да, это единичные случаи, но они есть. Они есть. И вот программа Деймос, которую мы уже второй год реализуем в нашей республике, в прошлом году она была в формате пилота, в этом году уже начала в штатном режиме работать во всех школах нашей республики, во всех колледжах. Выявляем детей, которые подвержены, стали апологетами вот этих некриминальных даже субкультур типа АУЕ, а именно деструктивных субкультур, которые направлены на разрушение государственного устроя, которые стараются детям вбить
некая ценность того, что российское общество, оно неправильно живет, российское государство неправильно выстроено, не демократично, и его надо разрушать. Программа Деймос выявляет, постоянно выявляет, она работает в режиме 24/7, выявляет по аккаунтам этих детей, просьба вот этот момент пока не снимайте, выявляет, и нашим коллегам уже из правоохранительных органов эта информация уходит. Есть уже несколько уголовных дел, заведенных в отношении несовершеннолетних, как студентов наших колледжей, так и школьников. И сроки там достаточно серьезные. Когда ребята по наущению вот как раз вот этих вот западных, украинских в том числе, структур совершали противоправные действия криминального характера, экстремистского, террористического характера. И вот недавно буквально мы с коллегами из ФСБ общались. Опять же, программа позволила выявить 3 ребят, 3 пацанов наших, 2 студентов колледжей, 1 студент вуза, все несовершеннолетние. Благо, что не совершили экстремистские поступки, но за деньги им были обещаны определенные суммы в долларовом эквиваленте. Но благо, что они не совершили, их успели остановить, но уголовные дела заведены, и этих ребят, к сожалению, ждет довольно большие сроки. И что можно сказать про этих ребят? Ну, все, они свою судьбу, по сути, загубили. Во сколько лет они выйдут из тюрьмы? Им под 40 лет уже будет. Все, жизнь прошла, семью не создали. Какое горе для родителей. К сожалению, у одного из этих ребят отец служит на СВО. А у одного из этих пацанов отец сотрудник правоохранительных органов, причем очень высокопоставленный человек. И ведь понимаете, вот каково будет отцу, который сейчас защищает рубежи нашей Родины, узнать о том, что его сын, вместо того, чтобы поддерживать своего отца, взрослых, тех, кто защищает нашу Родину, по сути, готовил террористический акт на одном из избирательных участков. Мы, конечно же, договорились, что сообщать отцу не будем, потому что для него это удар, это психологический будет слом. Что с ним может произойти? Как будут его соратники, однополчане на него смотреть? Поэтому, конечно же, эта информация максимально закрытая. Но такие случаи есть. И с ними надо бороться. Надо с ними работать. С детьми надо работать, объяснять. Дети не понимают, что сейчас все прозрачно, все открыто, все видно. Утаить шило в мешке не получится. Любое противоправное деяние сейчас раскрывается. И за это очень серьезное наказание, причем довольно с раннего возраста. Если там дети думают, что если мне только 15-14 лет, и мне за это ничего не будет, нет. Сроки уже назначаются, и довольно серьезные. Следующее, конечно, для нас болевая точка – это возрождение так называемых синих китов. Вы помните, это движение было в середине прошлого десятилетия, когда наших детей вовлекали в эти суицидальные группы, аутоагрессивные группы, и выполняя определенный ряд действий, фактически последний шаг был именно суицид. На какое-то время эти организации, эти социальные группы исчезли, но сейчас вновь они вернулись. И надо работать. Вчера только с Ольгой Юрьевной обсуждали, у нас опять суициды пошли в рост. Прошлый год у нас рост идет по сравнению с 2022 годом. В этом году уже, Ольга Юрьевна, 9, да? Уже 9. 3 месяцев еще не прошло. Уже 9 суицидов. Это наши дети, это наши ребята, которые могли бы вырасти, стать опорой нам в будущем,
создать семьи, родить детей, уже этого никогда не смогут сделать. Горе для родителей. Это потеря, это серьезные потери. Вот если наши бойцы погибают там на СВО, защищают Родину, я понимаю, вот если здесь, конечно, это сложно передать словами, но я, по крайней мере, могу понять. Вот я своего зятя потерял, молодого парня, 31 год, 2 маленьких дочерей осталось, там, 3 и 5 лет. Но я понимаю, что он выбрал этот путь добровольно и пошел защищать нашу Родину. Но когда ребенок уходит добровольно из жизни без каких-либо причин и оснований для этого, ну, тогда вопрос возникает, а где же мы, взрослые? Почему мы остались в стороне? Почему программа Деймос не работает? Я вот этого понять не могу, потому что мы очень мощный создали там ресурс, отлично работает модуль, выявляет. Более 12 миллионов аккаунтов проверили, не только здесь, из республики. Мы передаем эту информацию коллегам из соседних субъектов. Мы доводим эту информацию до школ, до колледжей. Почему там эта информация останавливается? Почему школьные психологи, наша новая когорта, советники директоров по воспитанию, социальные педагоги, классные руководители, в конце концов, не начинают работать с этими детьми? Понятно, там есть, конечно, зонирование, есть ранжирование по 5 уровням опасности. 5-й уровень – это самый высокий уровень, когда уже ребенок явно вовлечен вот в эти суицидальные группы и уже начинает выполнять определенные действия. Здесь надо сразу уже в набат бить. И мы здесь подключаем всевозможные наши социально-психологические центры, и Журавушка, и Индиго. Но есть дети, которые на 1-2 уровне находятся, они только заинтересовались вот этими суицидальными группами. Вот в этот момент надо отбить у них желание вообще посещать эти социальные группы, вовлекаться вот в эту античеловеческую деятельность, абсолютно негуманную. Надо вырабатывать в себе желание помогать детям, не отстраняться от этой боли, от этой проблемы. Я понимаю, что это тяжело. Я как вот дипломированный уже психолог, вот в прошлом году получил уже очередное высшее медицинское психологическое образование. Я сейчас стараюсь в силу более свободного своего времени подключаться к работе с этими детьми и понимаю, что здесь, в принципе, возможно это исправить. Вот недавно я только общался с одним ребенком из Стерлитамака, который, девочка в 8 классе, оказалась вовлечена вот в эти группы. Она уже на 3-м уровне находилась вовлеченности вот в эти аутоагрессивные группы. Мы с ней работали на протяжении, наверное, месяца. Школьный психолог. Я раз в неделю выезжал, подолгу общались с этой девочкой. Максимально ее активизировали на другие направления деятельности. Создали ей активность. Я вот сейчас наблюдаю уже, что у нее интерес пропал. Я посмотрел ее аккаунты, ее социальные сети. Там уже исчезли вот эти картинки с деструктивным поведением, да, с деструктивными форматами. Там более позитивные появились мемы, рисунки и так далее. Посты оставляет она уже более жизнелюбивые, жизнерадостные. Я надеюсь, что вот эту девочку, по крайней мере, мы спасли. Но до каждого мы не дотянемся. Из госсобрания, из аппарата уполномоченного по правам ребенка. Это работа ваша на местах, в общеобразовательных организациях. Выявлять, находить. Мы здесь вам поможем в этом плане. Работать с этими детьми. Все-таки стараться их отвлечь от вот этих грустных мыслей и создать им формат, скажем, положительный образ. Необходимо внутренний положительный образ создать у этих детей. Особая категория ребятишек, на которых надо обращать внимание, это дети, у которых отцы, близкие погибли на СВО. У нас не для записи, не для распространения, вот скажу, в прошлом году 2 ребят у нас ушли
из жизни, у которых отцы погибли на СВО. Не справились, психологически не справились с этой болью, с этой потерей. Это наша вина. Вот это наша вина. Здесь надо было окружить заботой, вниманием, отвлечь на правильные действия, на правильные мысли этих детей. Мы их оставили один на один с этой болью. И ребята покинули этот мир. Не должно быть такого. Мы же знаем, мы знаем всех этих детей, у которых отцы погибли, близкие погибли на СВО. Это для нас зона риска. С этими детьми в обязательном порядке необходимо очень плотно работать. Поэтому надо вырабатывать сегодня модели, технологии. Обсуждайте. Я уверен, что в рамках той стратегической сессии, которая сегодня будет проходить, вы поделитесь своими методами, своими формами работы. Может быть, какие-то нетрадиционные средства используете в своей профессиональной деятельности. Как вы объединяете весь педагогический ресурс образовательных учреждений в борьбе с этим злом. Я уверен, что, Ильгам Галич, вот зональные совещания, которые у нас проходят по всей республике, они, конечно же, дадут определенный толчок к тому, чтобы наша детская, подростковая среда, молодежная среда все-таки жила в правильном русле. Пока, к сожалению, с учетом того количества детей, которые оказались под влиянием вот этих спецслужб, в том числе украинских, западных спецслужб, и были вовлечены в деструктивную среду, террористическую, экстремистскую, это количество пока увеличивается, то есть нам себя здесь хвалить не за что. Количество суицидов растет, это тоже для нас очень серьезный маркер, это вот серьезный сигнал, что мы не дорабатываем. Поэтому нужно активизироваться, и я уверен, что сегодня семинар пройдет максимально успешно в этом направлении. Спасибо. Большое спасибо, Айболат Вакилович. Вот, уважаемые коллеги, действительно, я когда выступаю, всегда говорю, что, вот, например, в Великобритании предмет есть для детей там, с 3 класса, как критическое мышление. То есть у детей вырабатывают именно, как относиться к той или иной информации, какую оценку давать, и именно получив эту информацию, что необходимо сделать. На совещании у главы республики, у Хабирова по АТК, министр МВД задал вопрос. Вот, например, когда с Украины несовершеннолетнего ребенка поступает информация о том, что сделайте такое-то преступление. В данном случае он привел пример, когда молодому человеку сказали украсть у пожилой женщины, у бабушки деньги и направить там на какие-то цели. Понятно, что мы говорим, что сегодняшняя власть на Украине это террористическая настроена, и эти действия подрывают именно и создают социальную напряженность в обществе, когда у бабушки украли деньги, никто не может найти и так далее, и так далее. Вот этого ребенка мы должны действие этого ребенка мы должны как квалифицировать? Связанное с экстремизмом, терроризмом или просто как кражу? И как этому ребенку объяснить, что он сделал? Вот поэтому наша задача это обсуждать и говорить. Прежде всего научить детей, когда они получают информацию в социальных сетях, в целом в интернете, чтобы дети относились критически. Прежде всего научить детей, чтобы они обратились и к другой информации, перепроверили эту информацию, о чем сегодня Айболат Вакилович примерно дал разъяснение. Также с нами всегда вот на каждом семинаре совещании работает, за что мы ей очень благодарны. Ту информацию, которая вот со всех регионов, районов стекается, большой анализ дается Ольге Юрьевне, поэтому я прошу поприветствовать и предоставляю ей слово. Спасибо большое. Ну, во-первых, очень рада находиться вновь в Бирском районе. Замечательно, что здесь сегодня представители 4 районов. И что отрадно, вот я сейчас даже посмотрела свой
результаты проекта, который идет под эгидой уполномоченного, у нас, оказывается, здесь, в Бирске, будет пространство создано, и 2 в Краедельском районе. Поэтому Краедельский есть, Бирский район есть. Поэтому это, кстати, участвуют именно дети. Дети, которые зазывают с собой наставника, мы хотим. Вот нам и нужно, чтобы наши ребята понимали, что есть поддержка очень многих хороших дел, и их вовремя поддержать, потому что здесь вот во многих проектах именно сама инициатива и само участие ребят очень всегда важно, когда их слышат, когда прислушиваются к их мнению, ну и поддерживают словами, вместе выполняют это. Ведь дети, они, знаете, подростки особенно, они чувствительны ко всему. И вот я сейчас хочу вывести на экран, ну вот у меня такое именно, поговорим о подростках. Я вчера вот поздно ночью уже, во-первых, говорю, за последнее время, про что сейчас Айбулат Вакилович тоже сказал, за последнее время очень много, когда приходит грустной информации по нашим детям, что они уходят из жизни, каждый раз думаешь, как донести нам, взрослым, чтобы все-таки мы начали к нашим детям относиться как к своим собственным. Потому что своему собственному ребенку никогда не пожелаешь зла. За своего собственного ребенка будешь биться до конца. И вот у меня, я вечером вчера, когда были на совещании с советниками, мы про одно говорили, больше через семью. И тут тоже, когда готовилась, именно понимая, что одни учителя, советники, психологи тоже не справятся. Вот эта вся работа вокруг ребенка, это вот работа всех, семьи. И семьи не только мамы и папы. И как в последнее время у нас вот все время трактуется, что да, законные представители мама и папа, а бабушка, там, дедушка, пускай уже через суд определяют, как они в большинстве своем вот ситуации, когда бабушка и дедушка, чтобы общаться с собственными внуками, сейчас у нас это право через суд пытаются получить во многих ситуациях. Так вот, хотелось бы, чтобы вот все, кто рядом, начиная с рождения и заканчивая уже взрослым, я вот счастливая дочь, потому что у меня еще жива мама, и я еще, пока живы наши родители, мы все равно дети, сколько бы нам лет не было. И поэтому хотелось бы, чтобы и родители, и дети всегда это осознавали и чувствовали поддержку, потому что поддержка родителей крайне важна, нужна. И это тот тыл, который есть у каждого ребенка. Вот я выведу проблемы. Это проблемы озвучили, мы проводили в январе месяце смену «Достань мечту» с детским общественным советом при уполномоченном. Мы долго с ребятами разговаривали вообще про проблемы. А что они работали в группах, потом вот интерактив был. И это все проблемы, которые ребята сами обозначили. Вот с чем они постоянно сталкиваются. Мы сначала, то есть даю вам там по 5 минут, и за это время, не менее 5 проблем. Было всего 4 команды. У нас получилось 50 проблем. Это еще мы в какой-то момент уже остановились. Но если все их почитать, мы даже некоторые формулировки оставили те, которые они говорили. Вы посмотрите, сколько разных плохие взаимоотношения с родителями. Детям не хватает наставников, образцов для подражания. Они и есть, но дети про них не знают, может быть. А может быть, их действительно и нет. Либо мы, взрослые, должны донести, кто те новые люди, кому можно подражать. Или, например, низкая самооценка. Это вот все группы ребят сказали, что это вот, является очень сильной проблемой. Страх принятия решений. Мы не учим, вроде бы мы всему учим, и в то же время, принять решение ребята боятся. Боятся взять на себя ответственность. И когда вот это вот все начинаешь ранжировать, читать и понимаешь, что вопросов-то очень много, и вот по каждой, в принципе, можно выстраивать уже работу с родителями, с детьми, что-то, то есть как-то помочь ребятам эти проблемы разрешать.
Это со всей республики дети отвечали. И это дети, которые, ну, активный детский совет, вы понимаете, что, ну, это их проблема. А если мы еще чуть дальше копнем, значит, еще будет больше. Это, я говорю, это еще дети, которые самые активные. И вот еще одну табличку покажу, про что Булат Вакилович тоже говорил. Она всегда представлена в докладе уполномоченного по правам ребенка, и это по субъектам ПФО. И нам есть действительно над чем задуматься, потому что все можно поправить, нельзя поправить тогда, когда ребенок ушел. Вот если он ушел, уже мы ничего изменить не можем. Мы все время только с последствием. Да, мы начинаем здесь вспоминать и работать с семьей, мы начинаем ту или иную помощь оказывать, а, наверное, все, то есть не надо, мы все время догоняем, нужно идти на опережение. И вот наша задача взрослых, кто работает с детьми, начать смотреть, а как мы можем это обогнать. Смотреть и разговаривать, и работать. Работать, если проводить родительские собрания, уже, может быть, собираться с родителями в другом формате. Может быть, доносить ребятам, что, то есть показывать другие стороны того, что еще есть. Потому что, опять же, вот акция «Дарю тепло», она проходит с 1 июня прошлого года по всей стране. Это началась она под эгидой Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченного при президенте. Почему начали делать? Потому что дети не знают иногда, куда пойти в родном городе, в родном селе. Они не знают, что есть для них. И это мы тоже увидели, общаясь с детским советом. То есть иногда в шаговой доступности есть учреждения, но ребята не знают, что там проводится. Или есть библиотека, в которой тоже ведется работа с детьми, с подростками, но ребята, ну там же книжки только раздают, а там давным-давно другая жизнь. Поэтому вот именно акция «Дарю тепло», она ежемесячно проходит, когда сами подростки, ну, конечно же, с участием наставников, с участием там, советников по воспитанию, классных руководителей или просто ребят, которые вожатыми работают, выходят и рассказывают другим подросткам, делают буклетики, рассказывают другим подросткам, а что есть у нас в нашем городе, а что у нас есть в нашем селе, а куда можно еще сходить. То есть тем самым донося тем ребятам, которые все время на улице, что туда можно прийти, тебя там ждут. И я просто призываю, у нас ребята участвуют, детский совет выходит и рассказывает, чтобы к этому начали из школы присоединяться. Начали рассказывать, что у вас есть баскетбольная секция, в которой можно записаться. Ну как, это вот достучаться до каждого. Знаете, я за последнее время поняла, что вот сейчас у нас работа с каждым отдельно ребенком. Да, их 30 может быть, но мы должны вот уже такой вот прямо знать всю судьбу, всю ситуацию и как-то менять и помогать. Такая акция. И теперь еще про одну тоже большую. Это тоже возможно делать везде. Я не зря сказала, что с родителями тоже нужны новые форматы работы. Уже вот особенно те организации, которые работают с детьми, с подростками, родителям же важно, куда ходят их дети, что это за места. Потому что сомнений очень много, начинает общаться в чатах, начинает там домыслы какие-то. Мы же всегда быстрее за другого уже подумали и уже сделали сами вывод. А там, наверное, вот так. Так вот, чтобы никогда не было домыслов и каких-то фантазий, вот все организации, которые работают с детьми, я считаю, что вот этот формат родительской гостиной, когда мы приглашаем родителей за чашкой чая пообщаться, рассказать про те же возрастные особенности того или иного возраста, рассказать, чем мы занимаемся здесь, рассказать, как вообще, ну, то есть какие успехи. Не просто назидательно, а именно вот, ну, уже в более такой
располагающей обстановки, тогда родители что-то вместе, чтобы они поделали. Мы вот уже 3 раза делали родительскую гостиную на площадках детских общественных пространств, увидели, что это работает. Родители приходят и смотрят, а куда ходит их ребенок. Вот 23-го будет вновь у нас в Уфе родительская гостиная. Я буду тоже там уже с родителями встречаться сама как уполномоченный, потому что понимаю, что очень важно многие вещи проговаривать с родителями, чтобы и они понимали, что дети сейчас другие. Дальше. Хотелось бы, вчера тоже, когда готовилась, вот многие мне говорят, у нас есть в школе ящик, там и доверие и так далее. Вот оно работает. У кого нет, нужно вновь... Понимаете, мы должны понять, чем живут наши дети. Они должны с кем-то поделиться. Но не звонят они по этому телефону доверия, например, не могут чего-то, говорят, не могу дозвониться. Но поделиться с кем-то надо. Давайте мы возобновим эти ящики. У кого-то висит, у кого-то кто-то уже убрал, но это почта доверия вместе с детьми сделать. В классе можно в общешкольной. Но где-то мы должны понимать те проблемы, что их мучают, если они боятся сказать. Ну, анонимно хотя бы как-то достучаться до каждого. Просто рекомендую. Попробуйте вновь сделать красивый ящик, чтобы ребята хотели туда. Но и обязательно, конечно же, обратную всегда связь и работа здесь и психологов, и советников по воспитанию, социальных педагогов и классных руководителей. Так как в зале очень много педагогов и очень много тоже специалистов, кто работает постоянно с детьми, вчера нашла сайт впервые за много лет, как-то так тоже, это прямо фонд, который работает, направленный, все прочитал. Учредитель, там, оказывается, столько артистов, которые вот эту тему по работе и для педагогов, и для родителей, и для подростков. Не трудные дети, а дети, которым трудно. И этот фонд, который очень много методических материалов вот по современным детям собирает, для педагогов очень много методических материалов. Просто настоятельно вам рекомендую посмотреть, почитать. Почему делюсь? Потому что знаю, что иногда не знаешь, где взять. Ты хочешь что-то новое, но не знаешь. И вот когда долго сидишь и ищешь, то вот находятся какие-то интересные такие полезные, самые главные вещи. Ну и скачала, потому что, опять же, это для работы с родителями и с подростками. Прямо вот если я оставлю презентацию, перекину, потому что все ссылки действующие, все книги, которые можно скачать и поделиться с родителями, кто работает с подростками. Чтобы родители прочитали, подростки. Да, дети не читают, можно ссылки скинуть, все равно прочтут, потому что в очень интересной, доступной форме вообще о подростках, для подростков, вместе с подростками. Одна книга, они у меня есть ВКонтакте, прямо на моей страничке, я вчера тоже туда закачала, прямо вот скачала, купила обе книги, скачала, и еще сейчас вторую покажу. Вот, 33 важных почему. Это современные вот хорошие книги. Я говорю, зайдете, найдете меня ВКонтакте, и прямо у меня можно скачать. Я вчера вот это поделала, чтобы поделиться, потому что прочитала очень много отзывов, очень полезно. Теперь есть еще один ресурс, который тоже настоятельно вам, как педагогам, рекомендую. Росподрос. Много федеральных различных спикеров постоянно проводят семинары для подростков, различные квизы, различные интересные форматы новые, которые вводят, чтобы ребятам донести ту или иную тему. И вот они, эти все тематики, они все в библиотеке там можно скачать. И некоторые темы, когда не знаете, как пообщаться, как донести до подростков, можно просто включить и посмотреть. И очень интересные форматы там и обсуждения, донесения тех тем, про которые иногда мы как будто, нам кажется, как взрослым, что трудно проговорить. Я не знаю, как об этом говорить с моими там учениками. Поискали, нашли. Росподрос, это тоже запущен под эгидой уполномоченного. И впервые в России
2 года назад вообще сделан был опрос подростков, принял большое количество. Это, наверное, первый был такой опрос подростков вообще, какие у них цели, что, чем они занимаются, чем живут. Вот для всех учителей, всех, кто работает с детьми от 10 и до 11 класса, до 18, просто тут очень много материалов. Теперь про 3 место. Я не зря говорю, что сказала вначале про пространство, которое откроется. У любого ребенка, у любого взрослого все равно всегда есть какое-то 3 место, куда хотелось бы возвращаться. 3 место, 1 место – это дом, 2 всегда школа, и место, куда хотелось бы приходить, где можно чем-то позаниматься приятным, интересным, где-то пообщаться с ребятами, с такими же, как и я, где-то прислушаться и к наставникам, где не в назидательной форме говорят, чего ты опять сидишь в телефоне, а ребенок сидит вот на пуфе, и он какое-то время в телефоне сидит, а потом видит, другие-то чем-то интересным занимаются, он убирает и начинает присоединяться. Знаете, мы когда открыли пространство, то самое место, я вижу каждый день практически этих детей, во всяком случае слышу про них, когда приходят подростки, которых никто никуда не мог затянуть. Они вот серые мышки в классе, и у каждого свои мысли на уме, есть активные, а есть те, которые никогда нигде не участвовали. Вот наша задача, с кем больше работать. Они и неплохие, но они как невидимки, их никогда иногда не видно. Их не зовут, их как-то они хотят где-то участвовать, но почему-то есть же всегда те, которые поактивнее. И вот эти ребята, я сейчас вижу таких ребят, как они раскрываются. Им нужны места, куда они могут приходить. И поэтому такие места нужно создавать, хотя бы 1 комнату в школе выделить, комнату, которая бы была для ребят, куда они могут всегда прийти, о которой они заботятся, которую, может быть, они вместе с вами оборудовали, сделали макет, но это их место. Вот место у ребят должно быть в школе, не просто там кабинет какой-то предметный, а место, куда им хотелось бы приходить и даже вечером. Не идти сидеть где-то в торговом центре или где-то там на спортивной площадке зимой, а место, в которое тогда наши дети начнут идти и быть с нами. То есть и смотреть фильмы, которые, про что сегодня говорили, всем вместе смотреть и обсуждать. Обсуждать, почему так. Да, мы выросли в этом. Я говорю, я выросла просто, это моя молодость. На все дискотеки я, простите, все ходила, и я все это видела своими глазами, и все. И поэтому, когда ребята мне тоже задали детский общественный совет, Ольга Юрьевна, а как вы к этому относитесь? Я говорю, ребят, я вот росла в это время, я была на дискотеках, я видела, как это происходило. И они совсем по-другому воспринимают. Поэтому про 3 места, и вот уже где мы создали пространство, что такое детское общественное пространство? Вот по QR-коду можно вообще скачать, где вообще есть пространство по республике. Они бесплатные, они доступные, там есть психологи, там есть специалисты, туда могут прийти родители, ну и там создаются, а в школах, которые мы создали, вот это 10, и 10 уже на 15 отмечено, где будут еще уже созданы, мы уже их отметили вот так вот. Надеемся, что все точно так же будет и работать. Вот, и это то самое место. И еще, везде во всех школах висит телефон доверия. Пожалуйста, обновите его внешне. Когда замыливается глаз, дети его уже не воспринимают. И, наверное, телефон доверия надо каждые полгода менять оболочку, как это красиво сделать, потому что тогда это привлекает внимание родителей и детей. Ой, а у нас сегодня там висит оранжевое какое-то объявление, а там телефон доверия. То есть у детей клиповое мышление, они красиво считывают. И когда у нас все время только каждый раз в школе, когда говорят, у нас висит телефон доверия, он везде висит, но он уже висит 5 лет, потому что телефон не меняется. Самому телефон доверия будет, сколько там, 14 лет вроде бы, или 15. Так вот,
но сама картинка, она уже не работает. Поэтому вот у меня, как уполномоченного, к вам большая просьба прийти и посмотреть таким на тот стенде, где это висит, критическим взглядом вам понять, действительно, мы повесили 3 года назад, а оно не работает. Ну и завершая, что-то у меня тут ничего нету, как-то я так раз и стерла, ничего страшного. Завершая свое выступление, всегда можно обратиться в аппарат уполномоченного, и вот с теми ребятами, которые уже совершили какие-либо проступки, конечно, приходится встречаться, я встречаюсь с ними со всеми в разных других местах, в закрытых учреждениях, в следственном изоляторе, но они могли туда не попасть, если вовремя мы им рассказывали и показывали про ответственность, потому что это тоже не заигрывая, а показывая. Потому что ребята все равно смышленые, но иногда, вот как сказал Айбу Атакевич, ничего не будет, ничего не бывает. Все равно всегда наступает ответственность. До определенного возраста это будут отвечать родители, с 14 лет ты отвечаешь сам. И даже если ты чего-то натворил до 14 лет, ты можешь и в закрытом учреждении все равно попасть за злодеяние, происшествие, все, что ты натворил. Поэтому ребятам все равно нужно всегда говорить и про ответственность, не только про права, потому что, да, я защищаю права детей, но мы всегда должны напоминать и рассказывать, и показывать, ну, то есть, может быть, стенд какие сделать про ответственность, чтобы ребята понимали, потому что вот те дела, когда под следствием находятся, и то, что совершено, они только под следствием несколько лет могут находиться. А это все-таки их жизнь, и они только там начинают осознавать, что да, я повелся за 50 тысяч, за 10 тысяч, повелся на слабо или там еще чего-то, а теперь вот я здесь, деньги счастья не принесли. Только забрали вот и время, и то есть он теперь не может нормально учиться, и дальше уже совершенно другая судьба. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Юрьевна. Вам вопрос Да, один, да, если нет, можно. не вопрос, я просто хочу комментарий. Знаете, вот после выступления Ольги Юрьевны такого вообще очень сложно промолчать, тем более рядом микрофон лежит, он же не зря лежит, поэтому я буквально минуту, да. Меня вот больше что поразило, вот если слайд тут можно вернуть, где вот много, то, что дети написали много проблем, где вот буллинг, да, вот этот слайд, буквально... Да, вот помните, да, то есть там буллинг, вот смотрите, буллинг, допустим, плохие взаимоотношения с родителями, не хватает наставников, самооценка, боязнь суждений и так далее. Вот вспомним слово пацана. Пальто. Когда он примкнул к группировке, вот что изменилось? Ведь очень много было того из этого списка тогда. А в особенности, вот я на что бы сделал здесь акцент, все-таки низкая самооценка, да? Что такое самооценка? Это мнение о себе, это, в общем-то, бессознательный процесс достаточно. Но самооценку кто формирует у ребенка? Родители, школа, окружение. Почему Пальто ушел туда? Ну, возможно, его самооценка не позволила. То есть, по большому счету, у Пальто были какие ценности? Музыка, школа. Он был пионером, в общем-то, семья. Но сложилась ситуация, где его самооценка не позволила противостоять внешним факторам, и он ушел, естественно, в группировку за поддержкой, хотя по ценностям они не совпадали. И здесь же, смотрите, вот Ольга Юрьевна правильно говорила, что повышает самооценку? Спорт. Вот поддерживающая среда, о чем говорили, детям надо куда-то прийти, да, место. Среда, где его понимают, поддерживают, он может высказаться, его услышат. Это же тоже повышает самооценку. И это исключает возможность поиска, вот уйти куда-то, к кому-то. Таких же много, тогда были группировки, сейчас секты. То есть всегда в мире можно спроецировать с того времени на это время что-то похожее. И об этом нужно помнить. Поэтому, Ольга Юрьевна, спасибо большое, очень актуально. Спасибо. Надо включить и держать. Знаете, когда дети, подростки впервые в жизни начали играть в кошки-мышки, убрав телефоны, поверьте, я пришла вот в пространство и смотрю, ребята бегают, подростки 14-летние, 13, там, 15. Я говорю, они что делают? Но они, говорят, решили поиграть в кошки-мышки. Потом спрашиваю, ребята, я говорю, вы давно? Они говорят, ну мы когда-то в детстве играли, но сейчас, оказывается, это так круто. У них телефоны, они все убрали. Вот все им, когда они начинают общаться,
есть вещи, которые вот заходят у них от них самих, они потому что это, оказывается, не делали никогда. Делали когда-то давным-давно в детстве. Вот оказывается, все равно их можно возвернуть, и они сами начинают генерировать очень многие такие форматы, сами садятся, чего-то придумают, проводят мастер-классы. То есть нужно давать площадки, и должны быть наставники, которые поддерживают и верят. То есть, да, вот за весь бред с ними. Потому что всегда можно бред подчистить, и остается вот самое то, что нужно. Ольга Юрьевна, спасибо большое. Уважаемые коллеги, вот на каждое семинар-совещание, выезжая, мы также приглашаем именно тех практиков, которые уже на местах занимаются именно законодательством, профилактикой и, к сожалению, уже с теми, скажем так, рычагами законов, которые позволяют и наказывать. Участвовал в Ростове-на-Дону на семинар-совещании по этой тематике, и создав несколько групп, был задан вопрос, какая ответственность предусмотрена за буллинг. Юристы, которые какие-то имеют познания юридические, сказали, да, предусмотрена ответственность. Люди, которые занимаются там, не связаны с юридической деятельностью, ответили, нет, в административном и уголовном кодексах ответственность за буллинг не прописана. Сегодня мы этим вопросом уделим отдельное внимание, и я постараюсь в последующем в своих выступлениях дать этому разъяснение. Сегодня мы предоставляем слово заместителю прокурора, Бирского межрайонного прокурора Войтюк Кириллу Владимировичу. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленное слово. На сегодняшний день экстремистская деятельность создает реальную угрозу для жизнедеятельности государства, и, соответственно, молодежь, она является, к сожалению, тем слоем общества, на который экстремисты и террористы непосредственно делают первоочередную ставку, рассчитывая на их доверчивость, в какой-то мере, может быть, на их наивность, и пытается подвергнуть их непосредственно своему влиянию. Студентов и школьников призывают к участию в несанкционированных акциях, на которых зачастую происходят уже как раз-таки запланированные провокации. На данный момент по закону о митингах, шествиях и манифестациях у нас предусмотрено обязательное согласование данных мероприятий с муниципальными властями. Обращу внимание, что на данный момент обязательным является согласование не только места и количество лиц, которые будут участвовать в данных мероприятиях, но и маршрут, по которому будет действовать и двигаться, грубо говоря, тот народ, который будет участвовать в нем. В любом несогласованном публичном мероприятии участвовать не стоит, поскольку участие в нем влечет за собой административную ответственность по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И наказание достаточно-таки суровое, оно вплоть до административного ареста сроком на 15 суток. Немного, если говорить о практике, с которой сталкиваемся мы каждый день. На протяжении прошлого года на территории республики заблокирован доступ к материалам, которые ввиду своего содержания носят экстремистский и зачастую террористический характер, а именно 3 аудиозаписи по инициативе прокуратуры было заблокировано, а также более 1500 сайтов и информационных ресурсов, которые несут в себе содержание запрещенной на территории Российской Федерации информации. Полагаю, что данные цифры, они как раз-таки нам непосредственно говорят о том, насколько велики масштабы попыток посторонних лиц вмешаться в деятельность нашего государства, в жизнедеятельность общества и непосредственно направить свои злодеяния на дестабилизацию наших правоотношений. Деятельность по вербовке школьников и студентов, она зачастую происходит в интернете. Естественно, сейчас уже на улице никто не будет подходить к школьникам и предлагать осуществить свою деятельность лицом к лицу, непосредственно при разговоре. Данная деятельность всегда происходит в интернете посредством мессенджеров и социальных сетей. Легкость перевода средств, которые возможно пожертвовать относительно небольшие суммы посредством как раз-таки информационно-телекоммуникационных технологий,
она как раз-таки вызывает большое опасение у правоохранителей, которые направляют свою деятельность для пресечения данных противоправных проявлений. Как я уже отметил выше, деятельность по вербовке сейчас практически на, наверное, 99% она уже свелась в интернет. Если переходить к примерам, то в прошлом году на территории нашего района прокуратурой межрайона было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.3.1 Кодекса об административном правонарушении. Если обращаться к закону, то она звучит так. Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет-информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Если обращаться к конкретному примеру, по которому было возбуждено данное административное дело, могу рассказать следующее, что молодой человек из числа студентов организовал телеграм-канал, в котором выкладывал видеоролики, на которых по его команде также молодежь из числа школьников и студентов совершала различные общественные правонарушения, в том числе направленные против органов государственной власти. В частности, они совершили хулиганские действия по указанию данного молодого человека за небольшое относительное вознаграждение денежное, там буквально пару тысяч рублей, за которые потом была понесена ответственность по соответствующим статьям. Но при всем при этом, если ранее полагалось, что администраторы данных интернет-ресурсов никакой ответственности не несут, то на сегодняшний день уже возможности современных, скажем так, программистов, они дают полную реальную возможность отслеживать и, соответственно, вычислять тех лиц, которые администрируют, координируют и направляют непосредственно противоправную деятельность несовершеннолетних граждан. В данном случае этот гражданин был привлечен к административной ответственности, но полагаю, что если вовремя не обратить внимание на данного гражданина, то это будет первым звонком перед тем, как наступит уже уголовная ответственность по экстремистской статье. Также следует отметить тот факт, что каким образом злоумышленники проводят свои операции по финансированию различных экстремистских и террористических организаций. Естественно, как я уже отмечал выше, никто вживую не подходит и не предлагает перевести деньги или наличные денежные средства передать на финансирование. Они пользуются простыми подставными лицами. Когда подходят к молодежи, которая наиболее склонна к каким-то убеждениям, и предлагают на свое имя открыть банковскую карту, либо сим-карту, которую потом за деньги передать этим как раз-таки лицам посредством курьера. Естественно, личный контакт никогда не происходит между ними, и в прошлом году также на территории района была пресечена правоохранительными органами попытка передать данные банковские карты и сим-карты непосредственно лицам, которые планировали совершение преступлений, которые бы финансировались с помощью данных денежных средств, расположенных на данных банковских счетах. На данный момент также проверяется причастность владельцев данных карт к совершению преступлений не только экстремистской и террористической направленности в части финансирования данной деятельности, но и к так называемому дистанционному мошенничеству, которое также направлено на дестабилизацию нашего общества, которое прежде всего является одним из проявлений деструктивного поведения молодежи, на которое также следует обращать особое внимание ввиду того, что, как я обозначал в самом начале выступления, данный вид деятельности несет наибольшую угрозу для стабильности нашего правопорядка и общества. На этом, полагаю, все. По практике, если есть вопросы, буду рад ответить. Спасибо за внимание. Кирилл Владимирович, большое спасибо. Вот по поводу тех молодых людей, которые открывают симки, карты и так далее, и так далее. Это большим сюрпризом становится для их родителей, когда это устанавливается, когда через их счета проходят определенные такие большие суммы.
И эти люди также подпадают под ответственность. Так ведь это же бесследно не проходит. Поэтому здесь надо разъяснять именно нашим молодым людям, что это без следа не остается. Многие думают, что вот я там умысла на хищение не был, умысла на эти действия не был. Это далеко не так. Также у нас вот всегда нас поддерживают и принимают участие сотрудники МВД. Сегодня мы предоставляем слово Погосян Эдгар Леоновичу, представитель Центрального аппарата МВД Республики Башкортостан. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые участники семинара совещания. Я являюсь замначальником Центра противодействия экстремизму. Наш Центр противодействия экстремизму во взаимодействии Федеральной службы безопасности осуществляет именно функции и обязанности по линии противодействия экстремистским и террористическим проявлениям на территории республики. Не буду зачитывать никакую статистику, буду приводить примеры. У нас доверительная беседа будет. Ну, начну как раз-таки с Бирского района, 2010 год, когда трое наших жителей, которые были на вахте на севере, так называемые, попали под вербовку так называемых эмиссаров экстремистской организации «Имарат Кавказ», где их научили там производить взрывные устройства, и вернулись сюда на родину, они жители Аскинского района. Под газопроводом в Бирском районе заложили взрывное устройство, где 50 килограмм тротилового эквивалента. Знаешь, может, кто-то помнит это событие. Из экспертных этих оценок было, что если бы данное взрывное устройство привели в действие, города Бирска могло и не быть. Понимаете, какие там объемы и какое там давление, какое газу. Совместными мероприятиями ФСБ и МВД данные лица были обнаружены. Их было 4 в итоге. 3 были уничтожены в Архангельском районе. 1 попал в место лишения свободы, недавно вышел, находится под нашим контролем. Могу сказать, что, к сожалению, наша республика всегда находится под пристальным вниманием так называемых негодяев, экстремистов, террористов. У нас установлены деятельность таких экстремистских организаций, как Исламское государство, как вы уже знаете, Хаят Тахрир Аш-Шам, Джабхат ан-Нусра, Хизбут Тахрир аль-Ислами, Катиба Таухид валь-Джихад, Артподготовка, Колумбайн, Таблиги Джимаат, Нурджулар, Ат-Такфир валь-Хиджра, Свидетели Еговы, Фонд борьбы с коррупцией штаб Навального, СССР, Башкорт, АОЕ и так далее. Очень обширный спектр этих организаций, данных лиц мы совместно с Федеральной службой безопасности находим. Их деятельность пересекается. Как вы знаете, большую роль, большую надежду в кавычках эти эмиссары организаций экстремистских возлагают на нашу молодежь. Из примеров 2013 год, когда несколько учащихся Уфимского речного училища поддались под влияние террористической организации Исламское государство, они были завербованы. Причем, опять-таки, Бирск, жители вашего района. Данные лица, им едва исполнилось 18 лет, получили загранпаспорта и пытались выехать за пределы Российской Федерации в Турцию, а дальше незаконно переправиться на территорию Сирии. Заблаговременная информация была получена совместно с Федеральной службой безопасности. Данные лица были задержаны, привлечены к уголовной ответственности. Дальше в некоторых вузах у нас была создана такая организация, как «Белая река». Это националистическая организация, то есть за чистоту расы, нации и так далее. Своевременными мероприятиями лица данные были, опять-таки, установлены, их деятельность пресечена. Те лица, которые, как вы уже знаете, определенное количество лиц выехало на территории Сирии и Ирака для участия в незаконных вооруженных формирований, среди них были и студенты вузов, и молодые люди. Также были и взрослое население, которые выезжали сами и с собой увозили свои семьи. Сами погибали, женщины с детьми оставались одни. Ну, и сами понимаете, какая их судьба ожидала. То есть им давали 2 варианта. Или они выходят замуж за очередного террориста, или же их разлучают с детьми. И, сами понимаете, ситуация плачевная. Многие соглашались, то есть судьба их становилась очень печальной. То есть некоторые, с кем мы потом в дальнейшем общались, они говорили, если был ад, наверное, это был ад именно у нас. Дети, вот мы как раз работаем с Юрием, да, дети, вот у нас определенное количество вернулось
26, да, вот с каждым ребенком, вот, благодаря работе нашего полномочного Министерства семьи и труда, данных детей социализируем, помогаем. То есть, ну, мы, понятно, немножко, правоохранительные органы немножко в стороне, но вот большая помощь и большая благодарность именно вам, то, что данных детей не оставляете, потому что эти дети, вот я как и говорил, они видели именно ад. В дальнейшем большое, как уже было сказано, у нас вызывает беспокойство это движение «Колумбайн». Буквально в 2022 году наши коллеги из ФСБ, одну девочку 2005 года, пресекли ее деятельность, которая собиралась там совершить теракт. В том году наши сотрудники ЦП, Центра противодействия экстремизму, пресекли деятельность девушки, ну, фамилию уже можно говорить, суд 19 числа состоялся над ней, Гарипова, также 2005 года, которая также вовлекалась в эту идеологию террористической организации, Колумбайн — террористическая организация, то есть она всячески были изучены ее дневники и тому подобное, то есть ее намерения были уже приближены к тому, что она хотела совершить именно какую-то акцию именно у себя в учебном заведении. Этой девочке 19 марта суд, у нас военный суд Екатеринбургский вынес приговор 5,5 года. Этой девочке дали. Вы понимаете, да, какая судьба? Вот, то есть буквально ей было 17 лет. Были у нас события, как вы понимаете, по навальнистам. Вот опять-таки волна недавно поднялась, да, в связи со смертью господина Навального. Ну, в определенное время большое количество наших студентов, ну, несовершеннолетних, были вовлечены в эту деятельность. Ну, они под различным предлогам. Ну, как всегда, им не нравится то, что им, ну, мы не нравимся, как взрослые, эта жизнь не нравится, у них другие так, понимания современные. И большое количество было этих детей, ну, как из них только 40 это были вузовцы, все были установлены, со всеми профработа проведена, привлечены к административной ответственности. В период СВО, вот, опять, в феврале 2022 года, к сожалению, был даже факт того, что было написано открытое письмо, в том числе студенты и некие преподаватели были, президенту нашей страны, там, в связи с тем, что прекращение данной спецоперации и тому подобное. Опять-таки, там около 100 наших учащихся вузов, СУЗов было. Все лиц мы, опять-таки, с коллегами установили, провели соответствующую работу профилактическую. Сейчас уже сознание меняется, скажу. Но в то же время, как вы уже понимаете, по общеуголовным мошенничествам, когда там звонят людям и у них под обманным предлогом забирают последние деньги, кредитуя при этом этих детей, этих жителей, пользуются они этим моментом. Был один случай с девочкой 17-летней, которая жительница Уфы поехала в город Ишимбай к подруге, и начинает в этот момент, то есть по дороге на нее звонки определенные, и ни на минуту ее не пускают из поля зрения своего, то есть постоянно звонят, постоянно. То есть она даже переписки мы смотрели, она говорит, ну, я хочу кушать там, или да, не звоните, давайте прекратим хотя бы разговор ненадолго. Нет, то есть постоянное давление, психика ослабла, то есть морально и физически она устала, она поддалась под влиянием. То есть повезло то, что, ну, то, что ей было всего 17 лет, никаких кредитов ей не выдали, но при этом поступил другой звонок из правоохранительных органов, в кавычках скажу, типа вот это были украинские такие-то негодяи, вам звонили и хотели то, что, ну, на вас повесить кредит, но при этом вот этот человек, этот сидит, он в военкомате, вот, который вам звонил, он находится у вас на территории Ишимбайского района, в местном военкомате сидит. Чтобы прекратить его деятельность, вы должны поджечь дверь этого военкомата, как бы это смешно не звучало, то есть якобы определенные датчики сработают, все двери закроются, и окна закроются, и приедет полиция и данного человека арестует. То есть человек до того был подавлен и не мог самовольно какие-то действия предпринимать. Она купила там определенные компоненты, пыталась поджечь дверь военкомата. Ну, сотрудники, понятно, ее остановили, то есть задержали. И только ее спасло тот факт, что были большое количество переписок, где она изначально отказывалась от каких-то действий, то есть на нее давили и тому подобное. Данный факт был уже квалифицирован как поджог.
Были случаи, уже другие там факты, когда данные факты уже были квалифицированы как теракт. То есть, сами понимаете, да, то есть человека доводит до такой степени, что то есть он совершает, то есть при этом его обманывают, опять говорят, что ничего вам не будет, ну максимум по статье поджог уголовное дело, мы вам определенное количество суммы оплатим, тому подобное, с вами ничего такого не будет. В итоге возбуждается дело по теракту, а сами понимаете, какие там у нас эти санкции уголовного характера. То, что из последних, вот здесь упоминалось, это 3 у нас несовершеннолетних, которые пытались, все-таки там попытки были, и поджоги определенные были, да, эти лица были установлены и задержаны. Их квалификация уже идет как диверсия. Диверсия, ну, это получается, они получат 10-15, ну, вообще там максимальная санкция пожизненная. То есть, и правильно, да, там определенные лица в погонах были и тому подобное. Ну, то есть, не уберег он своего сына, то есть сотрудника так называемых правительственных органов. Поэтому здесь и к вам большая просьба, мало того, что у вас ответственность большая, то, что у вас дети там, да, в учебном заведении, вы своих детей тоже смотрите. Потому что зачастую бывает так, что из-за занятости своего вы упускаете своего ребенка из вида, то есть и попадает, и это не единичный случай, к сожалению, вот именно вот так, что те люди, которые очень много работают, но и мало отдают семье, дети попадают в очень нехорошую ситуацию. По интернету уже было все сказано, да, мы вот совместно с прокуратурой эти мероприятия проводим, очень много блокировок и тому подобное. Понятно, создают зеркала, но все равно это работа, как у нас и как машинная, то есть интеллектуально она проводится определенными комплексами, то есть в автоматическом режиме находятся такие контенты, ну и у нас и определенные свои мероприятия тоже проводим. И максимально свою деятельность мы приводим к тому, чтобы минимизировать всяческие экстремистские технические проявления на территории республики. Это большая трудная работа, но мы прикладываем для этого все силы. Спасибо. Если вопросы есть, пожалуйста. Спасибо за доклад. Уважаемые коллеги, задайте вопросы. Это действительно практик большого уровня по всей республике информации. Вот отслеживание финансовых средств, потоков у молодых людей, как сложно это выявить? Ну, это все выявляется, это определенные ресурсы имеются, это все делается. То есть вот мы до молодых людей должны доводить, да, что вот по финансированию экстремизма, вот в том же, вот практика есть какая-то, вот финансирование, какая ответственность? Конечно, статья 205.1, это как раз финансирование террористической деятельности, там, ну, от 5 лет там, выше, смотря какие суммы. Причем суммы минимальные могут быть. Там были случаи, там, ну, несколько рублей. Там, сам факт того, что он осознает, что когда переводит деньги, то есть он сначала проверял, поступят ли эти денежные средства террористу. Поэтому малая сумма была. В дальнейшем он уже хотел уже крупную сумму направить. Даже минимальная сумма они приведут уже к уголовной ответственности. И таких практик, ну, немало на нашей территории, на территории республики. Ну, еще факт до детей тоже доводите, вот так называемый Инстаграм, тому подобное. Понятно, там она запрещена, но все-таки пользуются там, через VPN и тому подобное. Но некоторые бывают и бизнесом занимаются, там что-то продают и тому подобное. Если будет установлено, что вы получили, то есть ваши знакомые там денежные средства именно от данной организации, Meta, то есть это уже будет финансирование терроризма, то есть понимаете, что и к чему это приведет. То есть люди не знают, ну, Инстаграм, там все смешно, VPN включили, доступ получили к запрещенному контенту, но здесь действие надо всегда с холодной головой думать, к чему это может привести. Одно дело смотреть, просто другое дело там какие определенные действия проводить. Спасибо, Эдгар Леонович. Уважаемые коллеги, почему на это обращаю внимание? И вот в последующем доклада информация будет. Вот правильно мы говорим. Вот простой пример, да, мелкое хищение у нас предусматривается до 2500 рублей. Уголовная ответственность наступает после 2500 рублей. Так, да, Виталий Дмитриевич? Вот. Но по данной категории преступлений, если вы даже 500 рублей ребенок перечисляет, это подпадает под уголовную ответственность. Вот понимаете, насколько это все серьезно. Если, например, мы вот сегодня, Азамат Раш об этом, наверное, остановится по АУЕ, так ведь? То есть информация будет.
Если АУЕ – это арестантский уклад един, у подростков очень активно это продвигается. Данная организация признана экстремисткой. И вот когда идет сбор на эти средства, там давайте скинемся, отправим по 500 рублей. Это тоже уголовно наказуемое деяние. Поэтому мы доводим до вас информацию, чтобы вы об этом знали. Продолжая тему, о которой я ранее остановился, сегодня мы также предоставим слово кандидату педагогических наук, доценту кафедры общей педагогической психологии БГПУ имени Акмуллы Шабаеву Антону Владимировну. Я вот здесь вот попрошу внимательно всех собраться, послушать, внимательно посмотреть то, что вам на экране предоставят, и мы готовы эту информацию вам предоставить в последующем. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я зайду, вернее, в тему и продолжу выступление Ольги Юрьевны. То есть я хочу подойти к теме именно через семью. Как вы понимаете, все то, что мы обсуждаем, это симптом. А для того, чтобы понять, как лечить симптом, необходимо изначально знать, что является причиной. Так вот, я буду говорить про профилактику деструктивного поведения, но сначала необходимо рассказать, да, что такое деструктивное поведение. Определений очень много, и я думаю, вы и без меня знаете прекрасно, что собой представляет эта форма поведения, но единственное, на что хочется сделать акцент, это отклоняющееся поведение, и оно всегда приносит ущерб как человеку, так и обществу в целом, и это, естественно, очень сильно нас беспокоит. Если говорить о деструктивной модели поведения, она всегда обладает определенными особенностями. И среди них можно выделить вот следующие, которые вы видите на слайде, но в частности я хочу сделать акцент на том, что у большинства людей такое поведение, конечно же, вызывает негативную, отрицательную оценку. И сейчас мы тоже осуждаем, обсуждаем. Оно не соответствует социальным нормам, разумеется, и приносит ущерб, как я выше говорила, да, как самой личности, прежде всего личности, но и обществу в целом, в том числе и государству. Ну, все особенности я перечислять не буду, вы можете пробежаться глазами. Что является фактором? Вот это очень важный, очень интересный вопрос. Ну, во-первых, это наличие массовых социальных отклонений на сегодняшний день. И здесь я даже выделила это зависимые формы поведения, преступность, бюрократизм. Но, наверное, никого не удивляет, что таких форм поведения огромное количество сейчас мы можем встретить в социуме. И связано это, естественно, с нестабильностью. Вообще базовая потребность человека – это находиться в стабильном состоянии. Да? Но в связи с тем, что мы этого сделать не можем, нам приходится хоть как-то защищаться, и помогает нам в этом зависимую форму поведения. Понятно, что происходит разрядка, если подросток в какие-то преступные группировки включается, агрессию выражает. То есть хорошо самому подростку, человеку, плохо окружающим. Также мы можем говорить о том, что существует огромное количество ситуативных отклонений. Ну, тоже вот я отметила наличие спекуляций, браков по расчету. И вот здесь хочу отметить, что ценностная система на сегодняшний день, она изменяется у всех. И в частности, вот сегодня говорилось, что подростки и дети в целом у нас сегодня другие. Ведущими ценностями нашего общества на сегодняшний день являются две, как выявляют многие исследования. Это власть и деньги. Это транслируется в СМИ, это транслируется в социальных сетях. Естественно, подростки хотят очень быстро обогатиться, быть успешными. Понятно, что они романтизированы, этому благоволит возраст, находятся в розовых очках и очень быстро поэтому включаются во все манипуляции, которые с ними как раз и происходят. Ну и также хочется отметить, что ослаблены меры общественного воздействия. То есть сейчас, вот, допустим, если говорить о такой проблеме, как проблема алекситимии, ну, если на русский язык перевести, это эмоциональная тупость. Любой из нас страдает этим. То есть мы не то, что не можем понять чувства других людей, мы свои порой не понимаем. То есть в потоке огромного количества дел, многозадачности, наша основная цель – это дойти до дома, положить голову на подушку, и все, мы забыли.
о себе и, в принципе, что мы хотим, к чему мы стремимся. Даже если задать вопрос человеку в конце рабочего дня, а чего бы ты хотел, куда бы ты хотел пойти, от чего бы ты получил удовольствие. Порой мы не можем даже ответить на этот вопрос в отношении себя. Что говорить в отношении других? Если мы такие черствые, то, разумеется, какие мы можем представить примеры нашим детям. То есть вот как раз с этой стороны я и хочу, да, зайти в эту тему и поговорить о том, как мы, взрослые, в частности родители, можем поспособствовать благополучию в данной ситуации, да, то есть минимизировать всевозможные проявления. Но еще несколько слов тоже скажу про виды деструктивного поведения. Выделяются в основном две большие группы. Это делинквентное, то есть это уже противоправное поведение, и девиантное, то есть несоответствующее общественным нормам морали и нравственности. Но также хочется сразу отметить, что и та, и другая форма в основе, наверное, в большей степени, даже не наверное, а точно, имеет в своем проявлении именно агрессию, то есть агрессивное поведение. И также вот я обозначила симптомы, в которых, собственно, может проявиться девиантное и делинквентное поведение, то есть агрессия вот на первом месте, это однозначно, враждебность, но враждебность это тоже как одно из проявлений агрессии, и также есть еще склонность к разрушению вещей, но это опять агрессия, то есть это уже немножечко другой вариант, когда человек перенаправляет агрессию не на человека, а на какие-то неодушевленные объекты и явления. Но здесь также можете пробежаться глазами. Я хочу сконцентрировать внимание именно на агрессии, поскольку это первооснова, да, всех деструктивных проявлений. Агрессия, мы воспринимаем агрессию, это нападение, да, это нанесение вреда окружающим. Если мы говорим об аутоагрессии, то это также вред, который мы наносим самим себе. И существуют определенные классификации агрессии, их очень много, опять очень быстренько пробегусь. По цели выделяют враждебную и инструментальную. И вот здесь я хочу в какой-то степени даже защитить агрессию. Любой из нас агрессивен изначально. Если вам наступит на ногу, к примеру, в транспорте, естественно, вы выразите свое недовольствие. Это тоже будет агрессия, но понятно, что не в таких глобальных масштабах. Есть агрессия инструментальная, это агрессия, которая позволяет человеку двигаться дальше, достигать цели и, более того, защищать себя. Да? То есть вообще агрессия – это инстинкт самосохранения. По идее, вот дальше я скажу, существует определенная теория, которая говорит о том, что изначально человек рождается со стремлением к смерти. Это еще в свое время говорил Фрейд. То есть у нас есть такой инстинкт, как танатос. То есть не успев родиться, мы начинаем с каждой минутой приближать свою смерть. Это чисто естественно. Да? Прожили минуту, значит, на минуту жить уже меньше. И если бы все было так, было бы хорошо, но у кого яркое стремление к смерти проявляется, то такой человек, он начинает выбирать различные формы негативного поведения. То есть, допустим, всевозможные зависимости, поведение риска, опять-таки ярко выраженные агрессивные проявления, именно направленные на себя, аутоагрессия я имею в виду, это те искаженные формы, гиперболизированные, которые позволяют человеку быстрее приближать свой конец. Да? То есть вот такая теория существует, это, понятно, неправильно, неприродно, такого быть не должно. И здесь включается защитный механизм, который позволяет переориентировать агрессию, направленную на себя, на других. И таким образом, как защитный механизм, у нас появляется, развивается агрессия. Но здесь тоже есть определенные моменты. Агрессию мы направляем не на себя, а на окружающих. Если мы идентифицируем себя со своей семьей, то есть семья – это я, мой класс – это я, моя родина – это я, то мы не можем направлять агрессию на себя. И чаще всего агрессия у нас направляется на те группы, на тех людей, чаще всего этнические группы, которые от нас далеки. То есть так делать легче. Это не я, поэтому я могу навредить, поэтому я могу нанести какой-то урон и ущерб. Но тем не менее, да, плюсом является то, что агрессия позволяет человеку защитить себя, то есть выжить, иными словами. И вот, кстати, здесь я тоже вот в табличке выделила, есть позитивные проявления агрессии, в частности, конкуренция, которая сейчас очень позиционируется, и мы говорим о том, что мы должны растить своих детей конкурентоспособными, да, то есть это одна из задач, иначе просто человек не достигнет определенного уровня
в обществе. Так вот, конкуренция – это тоже агрессия, но это агрессия с совершенно другим знаком, смотря как ты конкурируешь. Если в рамках определенных норм, правил, этики, то это очень хорошо, и это позволяет тебе видеть, да, кто впереди себя, сколько тебе еще нужно сделать для того, чтобы дотянуться до этого человека, и, может быть, даже где-то его обогнать, радоваться и уметь радоваться успехам другого и брать с него пример. Также здесь хочу сказать о спортивной агрессии. То есть любой тренер скажет, что никогда не добьется успеха тот спортсмен, у которого нет спортивной агрессии. Точно так же, наверное, и в учебе, как мне кажется. Да? То есть мы, сравнивая себя с другими, стремимся к определенным достижениям. То есть в агрессии есть и позитивные проявления. Это я к чему говорю. То есть нужно правильно направить эти агрессивные импульсы в нужное русло. И, естественно, ребенок не может управлять своими эмоциями. Это касается, в частности, подросткового возраста, когда эмоции накрывают в связи с гормональным перестроем. И в этом случае, конечно, психологи, педагоги и, прежде всего, родители, которые контактируют непосредственно с ребенком, должны ему в этом помочь. По направленности, как я уже тоже говорила, социальная аутоагрессия выделяется. Если социальную мы можем сразу диагностировать, то аутоагрессия порой бывает латентной. И тоже вот хочу сделать акцент на том, что очень сложно в подростковом возрасте предугадать, предвидеть агрессивные суицидальные, да, проявления ребенка. И сейчас в школах проводится диагностика, но по выявлению не конкретно групп риска, когда мы выделяем определенных детей, которые действительно, да, уже даже совершали попытки суицида, а именно тех детей, которые имеют всего лишь направленность, тенденцию. То есть это не говорит о том, что он пойдет и завтра же примет решение, да? Но есть вероятность, что при определенных неблагоприятных условиях, обстоятельствах, возможно, он сможет это сделать. То есть таких детей мы тоже берем на учет, и это позволяет нам, на учет неправильно я сказала, мы берем их на галочку, на заметку, и, естественно, мы проводим всевозможные мероприятия профилактического плана для того, чтобы минимизировать вот эти проявления. Ну и явное, латентное я уже сказала. Понятно, что наиболее таким опасным моментом является латентное, когда мы не можем предугадать. Ну и более того, еще тоже обозначу, именно вот в подростковом возрасте очень часто встречается демонстративный суицид. Но это уже другая форма, да, то есть ребенок, понятно, он не собирается уходить из этой жизни, он пытается таким образом манипулировать родителями. И вот еще один момент тоже хочу связать с семьей, именно касаемой аутоагрессии. Родители сейчас очень амбициозны. И именно какие-то свои достижения они хотят представить за счет достижений своих детей. Ну, многие из вас родители, и, наверное, скорее всего, и мне это тоже не чуждо, да, мы хотим видеть своих детей очень развитыми, с великими и высокими достижениями. Нам кажется, что наш ребенок самый умный, самый замечательный, самый прекрасный. Мы лишили их детства, что тоже неправильно. Да? Наши дети занимаются с репетиторами, наши дети посещают массу всевозможных секций. Это все хорошо в том плане, что ребенок чем-то занят, у него нет свободного времени, которое он может посвятить каким-то негативным формам взаимодействия, допустим, с какими-то референтными группами деструктивного плана. Да? То есть здесь ребенок занят, прекрасно, замечательно, но перебарщивать с этим тоже нельзя. И самое главное, что нельзя делать? Нельзя от ребенка требовать достижений там, где он их выдать не может. Очень часто бывает, что родители требуют от ребенка исключительно отличной учебы. Но вы сами можете понимать, вы сами всегда учились и продолжаете, наверное, учиться, что все мы делимся на определенные категории. Да? Кто-то технарь, кто-то гуманитарий. И во всех сферах ребенок высокий результат выдавать не может. Но, к сожалению, мы как родители хотим этого. Более того, мы также еще и используем метод красных чернил.
То есть вообще существует метод зеленых чернил, к которому мы не прибегаем. Красные чернила – это мы привыкли, в нашем менталитете, наверное, так заложено. Мы подчеркиваем только недостатки. Даже элементарно в школе, когда учитель проверяет тетради, что он делает? Он подчеркивает ошибки красным. Видели когда-нибудь, чтобы учитель подчеркнул зеленым, похвалил какого-то ребенка и сказал: молодец, перед всем классом, ты креативно подошел к выполнению задания, ты нашел новый способ, посмотрите, все ребята, давайте тоже будем стараться. Такого нет. Но если есть ошибки, они всегда подчеркиваются красным. И вот метафорично мы это используем также как технологию и в педагогике, и в психологии. То есть мы рекомендуем родителям использовать зеленые чернила. Это сложно, это трудно. Я пыталась, у меня тоже плохо получается. Ошибки я вижу сразу, указываю на них, а достижения я воспринимаю как данность. Если ребенок приносит 5 и говорит, хвалится, да, то я получила. Я говорю, молодец, так должно быть всегда. То есть вот, пожалуйста, сама транслирую, сама тоже делаю. Угу. Совершенно верно, совершенно верно. Это самооценка сразу. Да, 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 вот как раз я Конечно. про это и хотела сказать. Да. Совершенно верно, да. То есть родитель изначально сам повышает уровень тревожности, напряжения у ребенка, занижает самооценку. А самооценка, тоже сразу скажу, к подростковому возрасту, она фактически у всех заниженная. Хотя, казалось бы, она должна быть адекватной. Но это связано с многими факторами. Ну, во-первых, это гормональная перестройка организма, и дети, ну, чисто внешне, да, немножечко такие угловатые, появляются прыщики, очень страдают в отношении своей внешности, дисморфофобии появляются, то есть недоволен либо какими-то частями внешности, либо полностью своей внешностью, и все еще усугубляется тем, что родитель требует высоких достижений, а ребенок не может эти достижения предоставить, и ребенок начинает ощущать себя нелюбимым, неуспешным, и, естественно, вот эта ситуация, она может привести к тому, что действительно ребенок начнет думать, а зачем я вообще нужен, а зачем я появился на свет, я уйду, и никто плакать не будет, да, есть другие дети, которые удовлетворяют потребности родителей. То есть это я к чему веду, вот сейчас тоже статистика имеется уже несколько лет, как ОГЭ и ЕГЭ начинает активно входить вот в мае-июне, да, уже непосредственно в учебный процесс, тоже увеличивается количество суицидов или попыток. То есть это связано с тем, что ребенок не может удовлетворить те требования, которые ставят перед ним родитель. То есть вот на это тоже стоит обращать внимание. Я всегда транслирую родителям, что не надо требовать от детей великой учебы только на 5. Это не гарантия того, что человек будет успешным. Самое главное на сегодняшний день – это социальный и эмоциональный интеллект. Лучше всех по статистике устраиваются троечники. Знаете, наверное, своих одноклассников. Это самые гибкие, самые приспособленные к жизни. Но так, конечно, детям транслировать не надо. Это я к тому, что понятно, да, что родитель должен адекватно оценивать своего ребенка и ставить перед ним достижимые какие-то планки, да, чтобы не подвести вот к определенным моментам. Более того, портятся взаимоотношения детско-родительские, и в итоге ребенок начинает осознавать и понимать, родитель меня не понимает, он меня не любит, я хочу одно, а он мне совершенно другое, да, вот предлагает, альтернатив нет. И в этом случае мы уже говорили, вот кто-то говорил о том, что ребенку всегда нужны идеалы, всегда нужны кумиры. Родитель для ребенка, он уже не кумир и не идеал, и даже не тот человек, с которым хочется поговорить, обсудить какие-то вопросы. То есть ребенок начинает искать какие-то группы, каких-то людей, которые разделяют его чувства, эмоции. Кстати говоря, почему ребенок ведется? Да? Очень многие манипуляторы, они же начинают именно на эмоциях играть, то есть они, ну, метафорично приголубят, они создадут видимость того, насколько значим для них ребенок с его проблемами. И, разумеется, ребенок начинает доверять и поддается этой манипуляции. То есть вот это некая такая вот вербовка, подстройка, да, если психологически называть. Вот на такие моменты стоит, конечно, обращать внимание. Так, но я не буду долго занимать тоже вашего внимания. Далее вот я обозначила также агрессивные аффекты и функции, которые они реализуют. И еще, наверное, про теорию, вот я говорила про теорию Фрейда, еще скажу про теорию стигматизации. То есть вот эту теорию тоже очень интенсивно у нас используют и родители, и педагоги. То есть ребенок может совершить какое-то
какой-то легкий проступок, так скажем, да, ну да, он может быть агрессивного плана, какие-то негативные формы он может использовать, но он это сделал по глупости, недопонимал где-то. Что мы начинаем делать? Мы опять метод красных чернил. Мы хотим в социальном плане ребенка прилюдно, да, каким-то образом немножечко так осадить, чтобы ему было неповадно. Мы начинаем наклеивать на него ярлыки, то есть называть его, допустим, какой агрессивный, брать на заметку как агрессивного ребенка. Естественно, вся эта трансляция идет в социум, и ребенка уже воспринимают с этим ярлыком. Он бедненький и так, и сяк, пытается исправить ситуацию, старается, но есть ярлык, и как бы он ни старался, его воспринимают на фоне этого ярлыка. И в результате этот ребенок, помучившись, да, какое-то определенное время, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, как раз начинает приходить к тому поведению, которое ожидает от него общество. Вот это и есть, да, явление стигматизации. Вот от этого стоит отходить. То есть это вообще старые методы, которые на сегодняшний день не работают. Они еще более усугубляют ситуацию. Следующий момент, на котором хотела я остановиться – это условия формирования агрессивного поведения. Ну, здесь стоит обратить внимание именно на возраст ребенка. Если мы берем дошкольный и младший школьный, это в основном агрессия, которая будет, опять-таки, защитой ребенка. Если ребенка не защищают родители, если ребенка обижают со стороны, обзывают, к примеру, да, естественно, он будет проявлять агрессивные реакции. И, собственно говоря, многие психологи говорят, хорошо, если у вашего ребенка еще есть на это силы, да, он способен себя защитить. Также вот хочется отметить буллинг, тоже сегодня про него говорили. Вообще считается, что буллинг, он очень ярко себя проявляет приблизительно, если вот брать возраст детей, это 5-6 класс. То есть в этом возрасте дети максимально агрессивны. И явление буллинга в этих классах тоже чаще всего мы видим. И тоже вот я замечала по моим наблюдениям, многие школы, они уводят параллель 5-6 классы во вторую смену. Их меньше, то есть этих детей немножечко отделяют от общей массы. Почему? Потому что когда их немного, ими легче управлять. И более того, вот свою агрессию они могут не распространять на окружающих. Пройдет этот период, это возрастные изменения, и агрессия, она снизится, то есть немножечко снизится. То есть дальше уже с течением времени агрессивные проявления снижаются. Ну и также вот сегодня говорили, да, и про скул-шутинг, колумбайнинг, то есть школьная стрельба, вооруженное насилие и нападение. Это больше свойственно подросткам, юношам. Но здесь, наверное, тоже можно в качестве фактора выделить тот момент, что ребенок хочет привлечь к себе внимание. Возможно, он на кого-то обижен. Возможно, он хочет прославиться. Опять то же самое СМИ, когда мы это транслируем. Ребенок это не воспринимает как какое-то порицание. Он думает о том, ах, как быстро можно прославиться, о тебе узнает весь мир. Да? Ну, как один из моментов. Может быть, даже мы где-то взрослые, часто обсуждая те или иные проблемы, и при ребенке, наоборот, тем самым мотивируем его каким-то проявлением. То есть вот здесь тоже надо очень правильно подумать, как правильно преподнести информацию и лишнего не сказать. Ну и, конечно же, да, очень важны индивидуальные особенности человека. Понятно, что не каждый ребенок с определенными особенностями пойдет и будет направлять агрессию на окружающих людей. Да? Кому-то это абсолютно не свойственно. Но сразу скажу, что буквально с детства такие дети выделяются. То есть изначально дети с ярко выраженной агрессией, они начинают с животных. То есть они начинают всевозможные физические издевательства производить над животными, да, то есть цветы, деревья, животные, дальше уже по накатанной, то есть это дети, которые помладше, физически менее развитые, ну и затем уже доходим до тех людей, с которыми мы можем конкурировать. То есть вот такие проявления, они тоже должны обращать на себя внимание, то есть родитель должен озадачиться. Гендерный фактор. Мужчины более агрессивны, нежели женщины. Хотя на сегодняшний день, наверное, вот эта граница стирается. То есть в разных сферах разные проявления, где-то женщины могут конкурировать, в том числе и с мужчинами. Ну и социальные условия развития, о них я уже сказала, это СМИ, это формирование
агрессивного поведения через наблюдение. Кстати говоря, вот в Москве в одном из вузов провели исследование, то есть студенты на протяжении целого дня распределились, кто какой канал телевизионный смотрит, и каждое проявление агрессивное записывали по любой программе, по мультфильму. И когда вот собрали все эти данные, очень сильно, конечно, были шокированы. То есть буквально каждую минуту 2-3 агрессивных каких-то проявлений или событий обязательно транслируются. Это в каждой передаче. То есть представляете, вот какой поток информации идет. О чем же мы потом можем говорить, да, если мы сами вот это все провоцируем и транслируем. Признаки агрессии. Я думаю, вы тоже знаете, физическая агрессия, здесь уже я озвучивать не буду. Раздражение – это тоже признак агрессии. Да? Грубость, вспыльчивость, но это любому из нас присуще, как я уже сказала. Вербальная агрессия – это тоже агрессия. То есть если человек выражает свой гнев через слово, это косвенный вариант. Да? Иногда мы на это не обращаем внимания. Не наносит какого-то физического увечья, ничего страшного. И вот здесь еще один момент я тоже забыла обозначить. Вот в процессе рассмотрения буллинга мы всегда рассматриваем 3 позиции. Да? То есть это буллер, агрессор, это жертвы, и есть еще зрители. То есть те, кто наблюдает за всем этим явлением. И вот если брать с педагогов и психологов, чаще всего мы работаем с буллером и с жертвой. Зрителей мы вообще не принимаем во внимание. Почему? Они нигде не задействованы, они ничего не сделали, то есть они всегда выходят у нас сухими из воды. Но это именно та группа, с которой нужно проводить работу. Именно та группа, да? Как говорится, бойся равнодушных, именно с их молчаливого согласия происходит все зло на земле. То есть агрессор или буллер, он как раз и производит вот эти агрессивные действия только для того, чтобы привлечь к себе внимание, утвердиться в социуме. Бойтесь меня, да? Иначе и вас настигнет такая кара. То есть себе статус приобретает ребенок таким образом, и все это он делает для того, чтобы все это действие видели зрители. И если зрители молчат, никто не останавливает, кто-то даже аплодирует или снимает на видео, то это еще больше заводит буллера. И вот как раз вот с этим контингентом, я хочу сказать, зрителей, да, это пассивные свидетели, с ними и надо работать. То есть если хотя бы кто-то из них начнет волну недовольства и начнет останавливать буллера, а остальные будут его поддерживать, буллер прекратит свои действия, потому что ему это уже станет неинтересным. Да? Но, к сожалению, у нас этого не происходит. В силу того, я уже сказала, что все мы с вами алекситимичны. Лишь бы не меня не трогают, и ради бога. Родители многие говорят о том, что не лезь никуда, иначе и тебе достанется. Да? Иди спокойно, пройди мимо. То есть вот такие установки дают родители, это, конечно, тоже неправильно. Но здесь тоже хочу сказать о том, что на сегодняшний день дети другие. Почему? Потому что 30 лет мы жили по другим законам. То есть мы воспитывали, взращивали идеалистов. Дети сейчас очень эгоистичные, они видят только себя в центре всего, да? Все должно крутиться вокруг них, мир вокруг них крутится. Раньше все были коллективистами, и было совершенно по-другому, да? То есть была дружба, заступались друг за друга. На сегодняшний день такого нет, но работаем с тем, что есть. Сейчас, конечно, система глубоко меняется, и я думаю, что не в ближайшем, но через несколько лет мы уже увидим, да, первые изменения, то есть тоже смена поколений должна произойти для того, чтобы изменилась позиция, изменилось уже вот представление о себе. Но на сегодняшний день, как я уже сказала, нужно, конечно, исходить из того, что есть. И вот правильно, вот Антон Владимирович говорил, да, нужно заходить через ценности детей, через их интересы, то есть что им интересно, что они непосредственно, какие выгоды будут иметь, да, вот через вот эти моменты. По-другому не получится, к сожалению. Но на сегодняшний день это так. Ну и вот также, да, варианты косвенная агрессия и ненаправленная агрессия. То есть, ненаправленная больше она свойственна, конечно, детям больше маленьким, топает ногами, кричит, то есть требует удовлетворения каких-то своих потребностей. Так, про факторы я уже сказала. И, наверное, вот еще вот на этом остановлюсь. Спусковые крючки подростковой агрессии. То есть, когда вот эта агрессия начинает ярко себя проявлять. Ну, во-первых, когда ребенку страшно. А страшно почему? Вот мы с вами выше говорили об этом. Страшно, когда его не любят, когда его не понимают. Ему кажется, что он один в этом мире. И, кстати, тоже по результатам тестирования очень многие подростки демонстрируют высокий уровень одиночества. Казалось бы, да, он входит в различные группы,
группы, он контактирует с родителями, у него масса кружков и интересных событий, но он чувствует себя одиноким. Почему? Потому что он действительно не ощущает, да, вот этой ниточки связи с другими людьми, он не ощущает, что его искренне любят, безусловно, принимают. Вот это большая проблема сегодняшнего мира, да, вот нас, людей, социума. Также ребенок может склониться к агрессии, когда видит, что другого способа самоутвердиться у него нет. Ну, это вот, наверное, как раз эти явления скул-шутинга, да, того же самого буллинга. Следующий момент – это неправильно выбранный стиль воспитания родителями. То есть это гиперопека, либо, наоборот, повышенный контроль, да? Гиперопека, гипо- и гиперопека. То есть в данном случае тоже, вот если исходить из психологических теорий, что происходит? У ребенка формируется чувство неполноценности. То есть если ребенка гипо от должного внимания, родитель постоянно работает, выполняет огромный функцион, ненужным, тебя не надо, а ты есть. Но при всем при этом он будет очень самостоятельным. То есть самостоятельность у таких детей высокая. Если брать гиперопеку, то там наоборот ситуация. Ребенка полностью опекают родители, выполняют за него очень многие функции, но при всем при этом ребенок, сравнивая себя с окружающими другими детьми, чувствует свою несостоятельность. То есть не будет рядом родителей, ребенок не сможет ничего достичь. То есть и в том, и в другом случае здесь есть вот вариант возникновение чувства неполноценности, и уже на фоне этого у ребенка опять, да, то, о чем мы говорили, повышается уровень тревожности, снижается самооценка, ну и пошли последствия. Надо где-то как-то вот это напряжение снимать. Либо это вот как раз, да, какие-то суицидального плана действия, либо это негативные, деструктивные группы, где ребенка холят, лелеют, показывают его значимость, дают возможность самостоятельно принимать какие-то решения. Кстати говоря, тоже манипуляция на этом может быть основана, и ребенку хорошо, то есть напряжение он снял. Неуверенность в себе тоже является спусковым крючком. Ну и то, что касается непосредственно вот семьи, это неблагоприятная эмоциональная среда. То есть если родители агрессивны, чего мы хотим от ребенка? И, кстати, все психологи, которые работают с агрессивными детьми, они в параллели должны работать, безусловно, с родителями. Почему? Потому что мы можем с ребенком отработать, но он возвращается в ту же среду, он видит тех же родителей, те же скандалы, те же рукоприкладства, и все, что делает психолог, откатывается назад. То есть это бесполезная работа. Работа должна быть системной, да? То есть это всегда у нас триада, это работа с ребенком, работа с родителями, работа с педагогами, которые работают с этими детьми. Вот тогда будет эффект, если все дружно будут решать одну цель и задачу. Ну и, как я уже сказала, агрессивная медиа-среда. Ее мы тоже никак не можем исключить, но здесь, по крайней мере, как-то нужно минимизировать. А как минимизировать? Это найти какие-то хобби и увлечения для ребенка, которые бы его завлекали. Вот тоже Ольга Юрьевна сегодня говорила, насколько детям понравилось играть. Они даже не знали, что такая игра существует. Да? То есть вот находить какие-то моменты, которые бы позволили ребенку заинтересоваться какой-то ситуацией, да, каким-то видом деятельности. И в этот момент, ну, им не надо будет в гаджетах находиться, да, им не надо будет смотреть телевизор, они в пределе, им интересно, они развиваются. То есть это тоже, наверное, упущение и родителей, и педагогов в том числе. Мы не можем организовать порой среду в силу того, что понятно, что у нас очень много работы, много дел, много функционал, и ребенок остается предоставлен сам себе. Он развлекает себя так, как он может, и находит те способы, которые, ну, наверное, максимально ему доступны и ему подходят. Поэтому на такие моменты, конечно, стоит обращать внимание. Ну и относительно профилактики, здесь я тоже больше сконцентрировалась на агрессию, но эта профилактика будет всем видам деструктивного поведения подходить. Нужно позволять ребенку, даже не то, что позволять, а создавать ситуацию, которая позволила бы ребенку быть самостоятельным. Это нам кажется, что если у ребенка есть какие-то проблемы, в том числе и, допустим, какие-то девиантные проявления, он не справится, у него не получится, мы не даем ему возможность проявить себя. То есть самостоятельность, когда человек берет ответственность на себя, наоборот, да, позволит человеку раскрыться, позволит достичь какого-то результата и понять, что я могу, у меня получается. А если еще будете и метод зеленых чернил при этом использовать, это еще больше будет окрылять ребенка. Вообще гуманистические направления говорят о том, что основная задача взрослого – это находиться рядом и поддерживать ребенка, да,
во всех его начинаниях. Ну и вот в этом случае, конечно, поддержка, разумеется, она позитивным образом скажется на том, что ребенок будет стремиться к достижениям и реализовывать свои цели. И по себе, наверное, знаете, то есть когда вы начинаете какое-то дело или у вас есть какая-то задумка, если вас никто не поддерживает, среди окружающих руки опускаются, делать ничего не хочется. А если вас начинают поддерживать, хвалить и говорить: ну, попробуй, у тебя получится, даже если не получится, тебе помогу, или кто-то поможет, еще что-то додумаешь и придумаешь. То есть это окрыляет, и человек идет вперед. Это очень важный момент. Также нужно сделать так, чтобы уровень в семье, уровень агрессивности имеется в виду, был максимально низким. Это то, о чем я говорила, очень сильная связь, да, агрессивности в семейной системе и агрессивности ребенка. Также уже говорила, очень хорошо, если у ребенка будет хобби или увлечение. Замечательная вещь. И более того, если у ребенка высокий уровень агрессивности, можно найти какое-то хобби-увлечение, где в чистом виде ребенок будет эту агрессию отрабатывать. Да? Ну, вот, рекомендуются различные виды спорта, где как раз-таки можно выплеснуть определенный уровень агрессии. Плавание, в частности, очень хорошо подходит. Может быть, какие-то боевые искусства, но здесь надо смотреть. Не всем подойдет, у кого-то еще больше развивается агрессивность. Дальше также необходимо постоянно выходить на контакт с ребенком. Говорить о его жизненных целях, жизненных планах, но не сразу пресекать, да, какие-то его начинания и задумки, потому что, понятно, ребенок романтизирован, у него могут быть цели, которые, возможно, никогда не сбудутся, но надо очень тихонечко, легонечко, красиво подводить его именно к тому пути, который будет для него наиболее оптимальным и, самое главное, интересным. Вот очень часто родители вмешиваются в профессиональное становление ребенка. То есть ребенок хочет в одну сферу, а родители очень сильно настаивают, что нужно идти в другую. Почему? Потому что они считают, что, допустим, эта профессия более востребована, более высокая зарплата и так далее. Вот сама являюсь преподавателем вуза и могу сказать, что у нас большое количество первокурсников отчисляются на первом курсе именно по причине того, что им не нравится направление. Когда начинаешь вести беседы, они говорят: меня заставили родители. Я не хотела или не хотела. Мне это неинтересно. То есть ребенок мучается. То есть вот тоже не надо этого делать. Многие, кстати, в депрессию впадают. Есть и такое. Приходится с ними проводить работу непосредственно, чтобы восстановить их психологическое здоровье, не говоря о том, чтобы они продолжали. Антония Владимировна, ваш как педагогический сейчас 90-й народ. Давайте мы немножко в регламент. Ладно, спасибо большое. Все, я заканчиваю. Ну и я сейчас говорила про выстраивание доверительных отношений. Да? То есть основа всего – это доверительные отношения. Если между родителем и ребенком, ну и также взрослым педагогом и ребенком, да, есть доверительные отношения, то ребенок в первую очередь как к другу, товарищу будет подходить к родителю и решать с ним возникшие проблемы. Если этих доверительных отношений нет, то, как я уже также выше говорила, ребенок будет искать какие-то авторитетные фигуры, с которыми будет пытаться решать эту проблематику. И не факт, что решение будет правильным, да? То есть ситуация будет еще больше усугубляться. Ну и дальше можете просто тоже глазами пробежаться, тоже вот меры такого общего плана предлагаются. То есть это поддержка всевозможных национальных традиций и ритуалов. Ну, нам повезло, мы живем в многонациональной республике, у нас много праздников, все мы их празднуем, и даже на таком официальном уровне, да, у нас есть выходные, и это уже хорошо. Также это достаточное количество положительных примеров. Вот нужно говорить о национальных героях, кумиров, выделять каких-то значимых личностей. Ну и, конечно, общие цели. Общие цели, то есть это те враги, против которых мы можем объединить свои усилия. Что это может быть? Это могут быть какие-то глобальные, допустим, экологические проблемы. Это может быть решение вопросов в отношении заболеваний смертельных. То есть я имею в виду, что есть враги, с которыми мы можем объединиться, то есть весь народ, все люди мира, да, для того, чтобы бороться именно с этим врагом, а не направлять агрессию друг на друга. Благодарю за внимание. Тема, о которой можно говорить много, но постольку регламент. Спасибо большое. Если есть вопросы, да, с удовольствием если есть вопросы, отвечу. мы постараемся ответить. Спасибо. Да, я буквально минуту прокомментирую, да, потому что, ну, вот зря рядом со мной микрофон положили, да. Бальзам для моих ушей, вот, когда говорят, есть симптомы, есть причины.
Но на самом деле симптомы же это на поверхности, а причины намного глубже, есть несколько уровней причин, да. Это первый момент. Второй момент, давайте вот порассуждаем, да. Агрессия, допустим, да, это всегда плохо. Вот. А если, допустим, подавлять агрессию ребенка? То есть пружину давишь, то есть сдавливаешь. Ребенок хочет выражать свой гнев, ему это возможности нет. Как правильно ему это делать, никто не объясняет. Ну и, соответственно, пружина в определенный момент разжимается, и получается скандал. Ну, как минимум скандал. Ну, так и в семье, в общем-то, происходит. Если... Может и бесхребетно, все правильно. Или вы вообще отшибли. А что такое агрессия? Ну, если переопределить в гнев, допустим, да, правильно было сказано, гнев для чего нужно? Чтобы преодолеть. Вот в спорте гнев, без гнева же в спорте не победишь. Чемпионом не станешь точно. Понимаете? То есть здесь вот у каждой вещи в нашем мире две стороны, да. Вот. Потом очень интересно, да, вот, ну, прозвучало, то есть беспомощность и агрессия, да, ну, правильно, на одной стороне гнева стоит всегда страх. Даже руководитель, когда ругается, скорее всего, ему подсознательно страшно, понимаете? И ребенок, когда агрессирует, скорее всего, он испытывает страх и пытается таким образом, это компенсаторное поведение, защитная реакция, да? Вот, потом, опять же, вот к Фрейду ссылочка, да? Страх. Какой бывает страх? Два вида страха по Фрейду, кто знает? Страх потерять, страх недополучить. То есть, в общем-то, к этому все сводится. И одиночество к этому сводится. Вот. И вот очень интересный был момент, когда один буллингом занимается, агрессирует, да, остальные молчат. И правильно было сказано, родители что говорят? Не лезь. И этой фразой родители что делают? Они паттерн определенный поведенческий ребенку объясняют. А как по-другому ему никто не объясняет, что можно вот так сделать, вот так сделать. То есть у него в голове не лезть. А для него, понимаете, для него мнение родителей – это два самых важных человека. И, конечно, он берет и не лезет. А у него другого паттерна-то в голове нет. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо, очень интересно. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот последний там слайд был, что где родителям можно обратиться за помощью. Поэтому я думаю, что вот эту информацию до своих родителей надо довести. Вот по поводу буллинга, вот мы эти слова заимствовали, да, иностранного языка, но я всегда довожу по-простому, что это те вещи, которые оскорбляют, унижают, или следствие, более того, тяжкие последствия, когда наносят побои. И когда вот задавались вопросами, я вам рассказывал в Ростове-на-Дону, группам был задан этот вопрос. Так вот я вам разъясню, что за каждое это действие предусмотрена законом ответственность, в том числе и уголовная. Если мы за оскорбление, за истязание можем получить в том числе и возбуждение уголовного дела, да, то кто-то говорит, нет, мы без этого обойдемся. Тогда по-другому можно преподнести, что какие-то высказывания, которые привели к нравственным, моральным страданиям другого человека, за это можно взыскать моральный ущерб. И в Гражданском кодексе это все прописано. Если ребенок думает, что он несовершеннолетний и не понесет ответственность, на это тоже есть ответ. Гражданский кодекс говорит, что взыскать моральный вред можно с его родителей или законных представителей. То есть надо понимать, что за любое действие есть последствия. Если в результате данного буллинга наступили необратимые последствия, совершен был суицид, то данное действие можно квалифицировать по статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства». И органы правоохранения всегда обязаны давать этому оценку. Прошу обратить на это внимание. Кроме того, вот многие преподаватели там, и советники, скажем так, заместители по воспитательной работе, когда задаешь вопрос, есть ли у вас в школе буллинг? Нет, у нас все нормально, под контролем и так далее. Но теперь обратите внимание, что открываем, есть такая программа, GetContact, по-моему, называется, где можно проверить некоторые телефоны, да? Кто это звонит, устанавливаем. Так вот, у одного ребенка берем номер, вбиваем, и выходит теги, кто как его назвал. И есть запись. Из-за этой, там, скажем так, нецензурными словами, я ушла из этой школы. Вы понимаете, да? Значит, конфликт был, и ребенок, ему пришлось поменять это учебное заведение. Из-за этого я ушла из школы. И когда я задавался вопросом, а вы знаете вот этого человека? Да, знаем. Какие взаимоотношения? Нет, такой активный ребенок, претензий нет. Но конфликт имел место быть. Поэтому мы вот эти моменты, скажем так, латентные моменты должны с вами выявлять. И вот то, что сегодня нам Антон Владимирович говорил, мы должны прорабатывать и, самое главное, принимать
меры, чтобы не допустить более тяжких последствий. Вот мы немножко за регламент выходим, уважаемые коллеги. Я еще попрошу вас набраться сил, послушать. Слово предоставлю человеку, который проработал долгое время в органах правоохраны, занимался этой деятельностью, скажем так, занимался не только профилактикой, но и выявлял причины и условия, почему это произошло. Слово предоставляю старшему советнику юстиции в отставке Насырову Азамату Иратовичу. Прошу. Добрый день, уважаемые участники семинара. Тема нашего семинара, я вам напомню, это противодействие проявлениям экстремизма и терроризма. Вот слово экстремизм тоже такое вроде бы непонятное слово. И когда мы проводили мероприятия у нас в университете и в среднеспециальных учебных заведениях, когда я спрашиваю, вы знаете, что такое экстремизм у детей, у учеников, у студентов, никто не говорил, что он знает. Да, мы это слово иногда слышали, но что это такое, мы не знаем. Поэтому хотел немножко вас ознакомить с этими терминами. Пожалуйста, слайд номер. Экстремизм – это латинское слово, означает крайний. Это приверженность к крайностям во взглядах, оценках, позициях, а главное – крайние средства достижения поставленных целей. Яркий пример экстремизма – это у нас фашизм германский. Крайняя идея – это превосходство германской нации над другими нациями. И средства достижения поставленных целей – это та война, которую развязала Германия во Второй мировой войне. Еще один яркий пример – это ИГИЛ, Исламское государство Ирака и Леванта, где во главе угла стоит уже религиозный фактор. Исламская религия во главе единственная религия. И крайнее средство достижения поставленных целей – это вот, та война, которая происходит, может, до сих пор происходит на территории государства Сирия. Это понятие экстремизма, которое дают ученые. А в законе о противодействии экстремистской деятельности конкретизировано понятие экстремизма. Я приведу некоторые из них, а вот в слайде все они перечислены. Это у нас публичное оправдание терроризма, насильственное изменение конституционного строя, территориальной целостности Российской Федерации, возбуждение различного вида розни, воспрепятствование избирательным правам граждан, распространение экстремистских материалов, использование нацистской атрибутики. Их всего 13, этих проявлений экстремизма, они указаны в статье 2 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Следующее понятие – это терроризм. Если экстремизм – это более общее понятие, то терроризм – это часть его. То есть не бывает терроризма без экстремизма. Терроризм – это от латинского также слова «страх, ужас», особая форма проявления экстремизма, предполагающая использование запугивания общества, то есть создание общественного сознания, атмосферы страха для достижения поставленных целей. Примеры терроризма приводить не буду, вы, наверное, сами все это прекрасно знаете. Естественно, противодействие этим сложным явлениям, опасным социальным явлениям должно быть выстроено на системной основе. Считаем, что противодействие должно состоять из двух элементов. Это профилактика, то есть меры по предупреждению, то есть по устранению причин, вызывающих проявление экстремизма и терроризма. И борьба – это уже выявление совершившихся экстремистских проявлений фактов среди учеников образовательного учреждения, их пресечение и, соответственно, привлечение лиц к ответственности. Профилактика. Естественно, профилактика должна проводиться с категориями лиц. Это учащиеся, это педагоги и родители. То есть вот мы сейчас проводим это мероприятие, то есть разъясняем педагогическому составу и родителям, что такое экстремизм, что такое терроризм, для того, чтобы в дальнейшем довести это до третьей категории, до учащихся. Профилактические мероприятия, соответственно, с учащимися должны проводиться с учетом их возраста. То есть в начальной школе и в средней школе понятие терроризма, наверное, сложно будет объяснить ребенку. Там другие понятия: добро, зло, там, ценности общечеловечные. В средней школе и в старших классах, естественно, уже можно говорить о вреде терроризма, экстремизма, что это разрушает государственность и так далее. Можно использовать различного рода аудиовизуальные произведения. Как у нас говорили предыдущие докладчики, дети у нас уже воспринимают в виде картинки, а не в виде текстовой информации.
есть различного рода мультфильмы. Вот для примера можно, допустим, использовать мультсериал «Смешарики», сериал «Пин-код», где рассказывается о том, как делятся персонажи на различные категории по различным признакам, и в результате между ними происходит конфликт и борьба. Особую категорию составляют те дети, которые уже находятся в зоне риска или в группе риска по-другому. Эти молодые люди, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской деятельности. Туда можно отнести различные категории обучающихся. Это выходцы из неблагополучных семей, с низким социальным статусом, или наоборот, золотую молодежь, которая склонна к безнаказанности и вседозволенности, учащиеся, имеющие склонность к агрессии, носители молодежных субкультур и так далее. Естественно, при организации работы с этими категориями учащихся необходимо сокращать свободное их пространство, занимая эти другими позитивными явлениями. И, естественно, необходимо для этого, как уже говорили предыдущие докладчики, искать различные формы. Ну, для примера, в прошлом году, в марте месяце, среди правоохранительных органов и среди работников образовательного учреждения возникла такая проблема, связанная с движением ЧВК «Рядам», которое возникло из субкультуры мультфильма, но так как члены вот этого движения начали заявлять о необходимости собраться, нарушить общественный порядок, правоохранительные органы, естественно, ими заинтересовались и начали с ними проводить определенное противодействие. То есть для того, чтобы не допускать таких фактов, естественно, необходимо отслеживать вовлеченность несовершеннолетних различного рода субкультуры и стараться их деятельность направлять на позитивное русло. Следующее – это ответственность, то есть борьба с экстремизмом и терроризмом. Естественно, борьба это связано с привлечением какого рода ответственности. У нас за проявление экстремизма и терроризма предусмотрена административная ответственность и уголовная ответственность. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за порядка 10 различного рода правонарушений, которые можно отнести к категории экстремизма. Ответственность за административное правонарушение наступает с 16 лет. И хотел обратить ваше внимание на несколько статей, которые, на мой взгляд, будут не то что интересно, а именно имеют отношение в данный момент. Это статья 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где предусмотрена ответственность за производство и распространение экстремистских материалов. Список экстремистских материалов размещен на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Вот недавно смотрел, их было 5417 материалов. Что такое экстремистские материалы? Вот в качестве экстремистских материалов они могут быть в различной форме. Это в виде книг, статей, текстов, видеороликов, музыкальных произведений, изобразительного искусства и так далее. Эти материалы содержат идеи экстремизма, то есть превосходство одной группы лиц над другими, либо направлен на разрушение конституционного строя Российской Федерации, отторжение части ее территории, нарушение прав участников избирательного процесса и так далее. И материал признается экстремистским по заявлению органов прокуратуры, судом. Суд, признав материал экстремистским, направляет свое решение Министерству юстиции Российской Федерации, которое включает данный материал в этот список. На практике что признается под распространением? Признается распространением размещение любого из этих материалов, которые признаны экстремистским, в соцсетях, в том числе ВКонтакте, на ленте. За это есть факты привлечения к административной ответственности. Следующая статья, которая имеет может быть интересна, это статья 20.3, которая предусматривает ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций. Нацистская атрибутика, это понятно, мы их видели в фильмах про Великую Отечественную войну. Это включает в себя элементы одежды, символы, знамена, флаги, ну, в том числе и жесты, которыми приветствуют друг друга члены этой фашистской партии, то есть это так называемое «зиговать». Все это является
нацистскими атрибутикой и символами, и за их демонстрирование предусмотрена административная ответственность. Также предусмотрена административная ответственность за демонстрацию экстремистских символов. Конкретно перечня экстремистских символов нет, потому что различного рода символы могут ассоциироваться с какой-либо экстремистской организацией. Вот такое движение АУЕ, арестантский уклад един, если набрать на сайте Википедии АУЕ, появляется символ восьмиконечная звезда. То есть по мнению вот этого сайта и по мнению правоохранительных органов, вот эта звезда является символом вот этого движения АУЕ. И, естественно, распространение вот этого символа также влечет за собой административную ответственность. На практике, вот, допустим, есть такие факты, когда на теле человека имеется изображение вот нацистских символов, то есть свастики, но этой восьмиконечной звезды, которым особенно любят, в кавычках, наносить на свое тело лица, содержащие в местах лишения свободы. Естественно, демонстрация открытых участков тела с нанесенными этими символами образует состав, предусмотренный статьей 20.3. Это первый раз привлечение к административной ответственности. Если после привлечения к административной ответственности лицо не удаляет эти символы своего тела, продолжает их демонстрировать в общественных местах, то наступает уже уголовная ответственность, где предусмотрено наказание до лишения свободы. То есть вот необходимо разъяснять несовершеннолетним о вреде этих символов и о недопустимости их распространения, демонстрации и так далее. Следующая ответственность – это уголовная ответственность, является самой строгой ответственностью. И за самые тяжкие правонарушения экстремистской террористической направленности предусмотрено именно этот вид ответственности. Уголовный кодекс содержит более 12 статей, предусматривающих наказание. Уголовная ответственность наступает 16 лет, общее правило, но за некоторые преступления, в том числе за некоторые преступления экстремистской террористической направленности, уголовная ответственность наступает с 14 лет. Я также хотел остановиться на некоторых статьях, которые могут иметь значение при вашей работе. Это вот статья 205.3, 281.2 Уголовного кодекса. Они предусматривают ответственность за прохождение обучения. Одна за обучение в целях осуществления террористической деятельности, а вторая в целях осуществления диверсионной деятельности. Как следует из анализа диспозиции этих статей, наказуемым является прохождение обучения, в том числе посредством использования сети интернет, в том числе приобретение знаний, изучение способов совершения террористических актов, диверсий, а также правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, иными опасными веществами и предметами. То есть, в моем понимании, приравнивается к совершению данного преступления даже неоднократно просматривание роликов, где, допустим, демонстрируются способы изготовления взрывных устройств, взрывчатых веществ и так далее. Тем самым можно получить знания, умения, навыки для изготовления взрывных устройств, взрывчатых веществ. На практике есть такие факты, когда несовершеннолетние ищут в сайте сети интернет вот такие способы изготовления взрывных устройств, взрывчатых веществ, и на практике пытаются их изготовить из тех предметов, которые можно приобрести в свободном доступе в магазинах. Поэтому необходимо это иметь в виду и разъяснять о вреде вот этих явлений. Ну и следующее, это еще две статьи, 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации». Экстремистское сообщество – это организованная группа лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности. Экстремистская организация – это общественно-религиозное объединение, иная организация, которая судом запрещена в связи с тем, что она занимается экстремистской деятельностью. Экстремистские организации, они, можно сказать, что среди нас. Ну вот, допустим, то же самое про Навального говорили предыдущий докладчик. Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, общественное движение «Штаб Навального». Они признаны экстремистскими организациями решением Московского городского суда в 2021 году. Религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы» в России и входящая в ее структуру местная религиозная организация решением Верховного суда Российской Федерации в 2017 году также признаны экстремистскими организациями. 30 ноября прошлого года решением Верховного суда России международное общественное движение ЛГБТ также признано экстремистским движением. Его деятельность запрещена.
Естественно, будет уголовно наказуемым участие в деятельности вот этих запрещенных организаций. Полный перечень этих организаций также содержится на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Последний у нас их было там 104 организации. Повторяюсь, уголовно наказуемое, это значит участие в движении этих организаций. Ну, в том числе участие в движении деятельности АУЕ. То есть, если кто-либо вовлекает кого-либо принять участие в движении АУЕ, либо в тех движениях, которые в поддержку Навального были созданы, свидетели Иогова и так далее, и тех организаций, которые перечислены, всех не приводить не буду, то это, естественно, уголовно наказуемо. Ну и последнее, об этом уже разговор был, это финансирование экстремистской деятельности. Статья 282.3. Под финансированием понимается предоставление, сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования организации подготовки совершения преступлений экстремистской деятельности. Есть примеры привлечения к уголовной ответственности лиц, которые собирали денежные средства для движения АУЕ. Ну, то есть, по-простому, собирал деньги в общак. Это уголовно наказуемо. Ну, и по сумму тоже говорили, что сумма может быть незначительной. Тут важен сам факт перечисления денежных средств. Слайды, которые я задемонстрирую, можно найти на нашем сайте БГПУ. В разделе университета можно найти координационный центр, где мы работаем. И в статье, которая касается сегодняшнего мероприятия, эти слайды можно увидеть. Уважаемые педагоги, родители, я завершаю свое выступление. Хотел вам сказать спасибо за вашу работу и попросить вас принять все возможные меры, чтобы оградить наших детей от этих негативных явлений. Спасибо. Готов ответить на вопрос. Спасибо, Заматраш. Спасибо, уважаемые учителя, коллеги, что выдержали всю нашу информацию. Я думаю, что что-то полезное мы сегодня довели. Вот в продолжение темы, да, вот по свастике. Наверное, все в детстве, когда играли, там кто-то за красных, кто-то за немцев, да, и никто не знал, как это реагировать, да. А сегодня, вот вы представляете, если свастика на теле, в 90-е годы у нас даже группа людей были, которые свастику набивали и ходили, да, помните, да, молодежь? А сейчас ответственность предусмотрена. Если даже в местах лишения свободы, вот практики судебные сказали, а как привлекать? Если он в камере находится, у него тело открыто, там не будет состава. А если человек в общественный душ пошел, и там его видят другие люди, это ответственность. Также сегодня мы охватили тему по поводу финансирования экстремизма, терроризма. Мы все прекрасно знаем, что фонд движения Навального признан экстремистским. И когда вот у меня в практике был один студент, родители обратились, как завлекают. Говорят, что да, вы не будете напрямую перечислять денежные средства этому фонду. Мы сделали специальную игру. Вы приобретаете эту игру, зачисляете там сумму, да, энную на эту покупку, а мы направим в фонд. Органы правоохраны все это движение выявляют, отслеживают, и это и есть ответственность. Финансирование экстремизма – уголовная ответственность. И молодой человек, который попал под это, был исключен из учебного заведения, исключен. И более того, в последующем, кто занимается этим финансированием, он не может ни в одном банке открыть счет. Запрещено. Росфинмониторинг отслеживает его. То есть он даже не может в последующем в быту оплатить какие-то элементарные счета за коммунальные услуги, за другие услуги. Понимаете, насколько серьезная ответственность? Хотя для него казалось, там, его вовлекли, он там, 10 тысяч передал фонду Навальному за какие-то там идеи. Вот молодежь, мы должны, скажем так, вас с вами вместе оградить от этих последствий и от этих правонарушений. Уважаемые коллеги, я да-да, слушаю вас внимательно. Уважаемые коллеги, вот я продолжу. Спасибо большое. Первое, да, вот вся эта работа, вся эта тематика у нас есть на сайте БГПУ, Координационного центра. Мы на связи. И более того, у нас проводится 4 повышения курса квалификации, где мы с вами встречаемся, обговариваем, прорабатываем. Прошу, я думаю, что для вашего куста, вот где мы сегодня были, где-то, наверное, в мае, да, Заматраш, откроем курс 1, да? Попробуем, да. Поэтому мы всегда на связи, хорошо? На любой вопрос мы готовы ответить, приехать, проработать. Еще вопросы? Вот, наверное, общий фото сделаем. Но у меня еще одна такая миссия. Вот у нас ректор
депутат Курултая Республики Башкортостан, ректор БГПУ Салатович Сагитов. Вы все его знаете. Такую миссию мне поручил. Всегда говорит, где нас поддерживают и ждут, надо быть таким образом. Благодарность вручается начальнику муниципального казенного учреждения управления образованием муниципального района Бирский район Искандарова Азамат Радиевич за содействие в организации зонального семинар-совещания. И также вот за предоставленную возможность здесь поработать директору муниципального автономного учреждения ТОК-центр Умнику муниципального района Инне Викторовне. Здесь она, да? Инна Викторовна, ну тогда передадим ей, да? Большое спасибо. Коллеги, давайте общее фото сделаем и потом уже все по своим делам.